как раз для учеников. И, может быть, на этом еще можем тоже неплохо денежку поднять, потому что спрос будет расти. Очень много школ нуждаются в инструментах, собственно, чтобы вот были обратная связь, да, возможность вести уроки, проверять домашние задания. И, соответственно, это тоже интересная возможность для того, чтобы ее, как говорится, под шумок реализовать и монетизировать. Ребята, подключаемся. Хочу всех видеть, хочу всех слышать. Включаем микрофоны. Вот тут внизу есть, где кнопочка «Слушать». Есть, собственно. Здравствуйте. Да, привет. Как у вас там погода, Привет. кстати, Якутск? Я из дома уже несколько дней не выходила. Ну, вообще, что там у вас сейчас? Весна, зима? Зима, но немножко начала таять. Ну, у нас уже тут плюс 16, но все равно из окошка не так ощущается плюс 16. Минус 20 у нас в среднем. О, и что, Ну, зараза не гибнет? Да, минус 16. Говоришь, что зараза не гибнет? Минус 20. Видимо, нет. Ребятки, подключаемся, не задерживаем, подключаемся. Говорят, гибнет в плюс 60. Плюс 60? О, я не знаю, куда надо ехать. В Сахару. Какое летом. О, Тамара, здравствуйте, давно вас не видел. Микрофон, кнопочку нажмите там. В баню? Дмитрий Бурцев, какую баню? В бане плюс 60, да. Дим, включай камеру, подключайся. Ирина, Инна, Светлана, включайтесь. Хочу всех видеть. Я не знаю, сейчас всем привет, я с 3G сижу, не знаю, вытянет, не вытянет меня. О, ну слышать слышим. Как у тебя? Тоже на карантине? Да, нас никакая зараза не берет, вот только приехали сейчас. Перемотаемся. Катаетесь? Да. Ну, осторожно катайтесь. Смотрю, там уже некоторые регионы через полицию немножко там ограничивают, да? Ну да, у нас В Москве? тоже, В Москве, в Сочи видел сегодня машины катаются. Сейчас объявили 2 недели каникул, или сколько там, 1,5. Так, вся Москва в Сочи. Ну так а по Сочи и начали кататься, что сидите дома, не заражаете друг друга. все карантин, все за мясом, за шашлыками и на природу. Да, дружно все на карантин. Ну, принесет, да? Да, ребят, вообще как Нажмите бы... снизу синенький наушники нарисованы. Нажмите на них. Он выключится. Потом нажмите на микрофон еще раз. У вас появится звук. На микрофон сейчас. Нажмите. В общем, ребятки, Перечеркнутый. как говорил Гарри Гудини, пока весь мир и зритель смотрит за правой рукой, левой рукой делается то, что надо для фокуса, да. Происходит сейчас действительно очень много событий, запланированных, либо под шумок кто-то что-то где-то начинают мутить, продавливаются не совсем удобные и приятные законы, причем продавливаются очень нагло и лихо. По рынкам начинают... Тамара голос подала. Ага, все, слышите. Я вижу, микрофон появился. Спасибо. Угу. Да, то есть кто-то сейчас на фармацевтических компаниях начинает навариваться. Ну, как правило, это делают корпорации, потому что все-таки уровень производства, уровень подготовки персонала и ресурсов, должен быть соответственный, да, то есть частный предприниматель не может себе позволить там, как бы хорошо, плохо не скажу одно, что кризис, неважно, искусственный, естественный, финансовый, да, природный, война – это тоже кризис, катаклизм, да, то есть эпидемия – это тоже кризис, но кризис – это всегда перераспределение возможностей, да, то есть если война, кому-то это выгодно, кто-то на этом зарабатывает, да. Если эпидемия, значит, кому-то это выгодно, либо стало выгодно, если вдруг эпидемия действительно была там естественным путем, хотя, ребятки, есть, конечно, там прогнозы, пообщался с серьезными людьми.
И нечто из теории заговора, да, что хотят сейчас под шумок тотальный контроль, хотят под видом вакцинации, хотя объективно, ну, у меня за плечами все-таки биохим, никакой вакцины от вирусных заболеваний не существует в природе, да, и вся вот эта липа, она либо коммерческая, покупаете суперпрививку от гриппа, ну, элементарно помним, да, N1H1 свиной грипп, чисто бабло срубить, а иммунитет в результате у всех вырабатывался естественным путем, а не благодаря препарату, да, либо это инструмент прививочный, да, особенно если взять в учет, какие сейчас нанотехнологии, если компьютеры сейчас делают по сколько, Олег, там 0,004 нанометра, да, по-моему, или 4 технология. Да, то есть это 0,904 от сантиметра, это прям очень мелко. Я это к чему, что с современными технологиями я не удивлюсь, что можно сделать чипы, маленькие роботы, которые легко распространять через прививки, навязанные страхом пандемии. Ну, так ли это или нет, конечно, будем посмотреть. Не хотелось бы, чтобы наше общество стало рабовладельческим, потому что тотальный контроль, как показывает практика, ни к чему хорошему для людей не приводил никогда, да. Ну, будет либо революция, либо гражданские войны, не дай бог, начнутся, да, то есть будут те, кто поддерживается, кто на режиме, кто у кормушки, и будет, как это, чипированное стадо, да, чтобы хозяин знал, куда, где овцы гуляют, какие финоперации проводят. Единственное, да, что не учли один момент, это крипторынок. Там контролировать уже точно ничего не получится, и отсюда, если вдруг, не дай бог, вот это начнется, да, ну, львиная доля населения побежит в крипту. Естественно, будут рассматривать они проверенные монеты, да, альткоины вряд ли они будут рассматривать, потому что это все-таки риски, да, и монеты без технологий, они быстрее сдуваются, быстрее там делают просадки и так далее. Даже в те моменты, когда биткоин падал в 2 раза, там сторонние альты падали там в 6-10 раз. Примеров много, да, причем пример не единичный, а пример... Ну, вот сколько мы 3 года уже занимаемся криптой, мы это видим. А я это к чему? Что если сформируется таким образом спрос, а он будет формироваться в любом случае либо естественным путем от развития бизнесов и технологий, либо вот вынужденным путем, да, вынужденным, да, что люди будут уходить от контроля, заходить в криптовалюту, да. Ну, все мы прекрасно понимаем, что произойдет с курсом. То есть биткоин за $1 миллион будет уже вполне близкая реальность. Вполне близкая, вполне ощутимая. Я это к тому, что, понимая долгосрочную перспективу этой технологии, этой монеты, ну, разумно создавать активы однозначно. Да, я понимаю, что надо жить здесь и сейчас. Как говорится, кушать надо каждый день. Но мы на нашей базе, уже включая и блокчейн, создали, в принципе, оффер под любой контингент, под любой уровень дохода, под любой интерес, бизнес, инструменты, обучение, да, то есть обучение там для своей компании. Мне за эти выходные, я не знаю, человек 6 позвонил, причем лидеры, не рядовые новички, то есть, да, то есть общаясь с человеком, понимая, что он в курсе, что такое трафик, в курсе, что такое там авторекрут, да, и люди задают уже такие больше, ну, системные вопросы, да, как там это интегрировать можно, да, в какую-то компанию и так далее, не просто как инструмент, а на уровень компании как выводить. То есть спрос и интерес тот, который нужен, да, не эгегей, а именно интерес для бизнеса, он начинает проявляться. Ну, собственно, этого и следовало ожидать. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло раньше, и хотелось бы, чтобы это произошло не через вот такие, скажем, процессы вынужденные, да, но коль мы уж все в этой ситуации, ну, оказались, глупо стоять в стороне. Это где-то есть такой видеоролик, картинка, да, про упущенные возможности, когда лев один лежит, да, там бежит стадо быков, там одного пропустил, второго, да, вот кто видел, да, там третьего пропустил, пока он там пропускал, другой лев подбежал и
сцапал, собственно, да? То есть сделал бизнес, сделал деньги, использовал возможность. Наша задача сейчас мобилизировать людей в первую очередь, потому что сетевой бизнес – это командная работа. Один в поле, конечно, воин, если он лидер, но за лидером должны идти люди. Это очень важно, чтобы у каждого в команде есть люди, которые не могут быть лидером, но могут кричать эгегей. Правильно? У каждого в команде есть люди, которые не могут проводить вебинары, но могут легко приглашать на вебинары, даже тупо делая рассылку банальную, да? И то просто каждый день там стреляют, хочешь не хочешь попадут, кого-то зацепят, да? Если это дело массовое, ну, сами понимаете, да, объемы большие. Естественно, мы все уже подготовили практически весь необходимый инструментарий, включая airdrop-боты, уже и для Дрима, уже, кстати, да, цепочку ты запустил сегодня, Олег? Да, все, цепочку уже запустили, поэтому бот уже полноценно работает, и его надо... 2 часов заработает. Ну, то есть уже обновить. 2 часа. Ну, до вечера будет работать все, что надо в нем. Я в плане, что нужно сейчас показывать людям, как через бот упрощенный способ развития бизнеса. Кому-то тяжело технически, кому-то, ну, у кого-то фантазии мало. Давайте будем объективны, да? В боте уже есть все. Его даже настраивать не надо, в отличие от индивидуальной воронки, да, от индивидуальной системы авторекрута. Его достаточно просто массово продвигать, не просто раскидывая ссылку, хотя это тоже работает объективно, давайте будем честны, это тоже тупо работает, да? Особенно Telegram не имеет каких-то жестких ограничений, если человек находит, ну, большая подписная база в телеге у него, да, там в контактах 500 тысяч человек, он очень быстро находит себе партнеров, вот просто очень быстро, да. И задача здесь, по большому счету, сделать вот это вирусное продвижение. То есть в сжатые сроки оповестить максимальное количество людей, пока они дома, пока они не тыркнулись там налево-направо в компанию X, в компанию Y. То есть они в любом случае уже принимают решения, они в любом случае уже смотрят куда, смотрят как. И на этом рынке, знаете, кто громче кричит, как в песне в анекдоте про попугая, да, тот и успешный. Потому что пока остальные звери обсуждали, попугай летал и повторял одно и то же. Вот, поэтому здесь очень важно наладить систему вебинаров, чтобы просто на как часы, чтобы каждый наш партнер знал четкое расписание. Он сидит на рассылке, на продвижение вебинаров, на постах сидит, на приглашение через чаты, через там знакомых с других проектов, да, чтобы когда бы он не поймал кандидата, вот все так сложилось у них, да, этот может, этот хочет, чтобы у него была сразу возможность пойти и изучить информацию онлайн. Вот это наша сейчас задача номер 1, да, то есть сделать серию вебинаров. Почему я говорю налегать на бота? Бот, в отличие от человека, будет делать то, что надо всегда. Сплю я, хочу я, не хочу я, неважно. У него есть четкий алгоритм, он сам приведет подписную базу на вебинар, он сам там сделает нужные рассылки, он сам отправит нужные видео. То есть даже если у человека с фантазией плохо, ну, о чем говорить, там, я продукт плохо знаю, бот все это делает за него, он все знает хорошо, да. И задача единственная человека только набивать себе первую линию в бот, и вот чем больше, тем лучше. И чем быстрее, тем лучше. Самые быстрые способы – это тупо спам. Вот. Почему сейчас это надо? Чтобы выиграть приоритет, преимущество на рынке. Кто с головой, они подключатся, они быстро изучают информацию. Кто без головы, ну, они здесь не нужны. Все очень просто, да. Это будет такой естественный фильтр. Люди адекватно смогут принимать решения, исходя из всей информации, опираясь на живые выступления живых спикеров. Спикеры, у меня к вам просьба
даже не рекомендация, а просьба, да, когда вы делаете презентацию, делайте больше фокус все-таки на бизнес-возможности, потому что, учитывая, дайте людям хлеба, да, дайте людям хлеба, проще скажу, дайте им то, в чем они нуждаются больше всего. То есть продукты, инструменты, это да, все нужно, это должно быть, но сейчас всем нужны бабки, вот тупо. Заказать удаленную пищу нужны деньги. Да, вызвать врача, купить препараты, нужны деньги. Да? Учитывая, что нет возможности, там, непонятно до когда там продлят карантин, от нас это не зависит, да, есть факторы, на которые мы повлиять не можем, но есть факторы, которым мы можем управлять. Да? И вот как раз объективно, да, то, что дали там на неделю, мое видение, скорее всего, продлят. Особенно если дело готовится какой-то шухер мирового уровня, да, либо там на уровне страны, да, то есть, как это, не знаю, там нефть, где-нибудь там нашли новую отмычку золотую, да, и пока люди заняты коронавирусом, они там откачивают все тихонечко себе, да. Не лезем, конечно, в политику, не лезем в этот, но объективно, скорее всего, могут продлить. Прикрываясь, не прикрываясь, нам, по сути, какая разница? Факт остается фактом, и для многих людей станет очень жестко серьезный вопрос, а где завтра брать деньги? Вот прям жестко встанет, да, если сегодня еще есть какие-то запасы, если сегодня они там еще как-то там носом крутят «хочу, не хочу», то завтра у них тупо не будет выбора. Да? Не скажу, что это прям плохо, не скажу, что как бы там мы пользуемся на ситуации, как-то выезжаем на ситуации, да. Почему не скажу? Да, потому что для того, чтобы человек принял решение, он должен нащупать дно. Со многими из вас так было, со мной так было, да, то есть пока меня вот так не клюнуло, да, операция, куча долгов, бизнес, куча заказов, а здоровья нет выполнять, да, вот, и никаких перспектив, вот только тогда я прям вот все переключился полностью, да. А пока человек еще там в толще воды, он там еще дергается, барахтается, как бы, да, может где-то тонет потихонечку, где-то держится потихонечку, но когда он уже все нащупывает дно, все, хуже некуда, да. Что происходит? Встает на первую роль цена вопроса, да, жизнь. Это из серии бросьте, не знаю, 50 человек в 10 километрах от берега. Скажите, берег там, поплыли. Им некогда будет думать, доплыву, не доплыву. Им некогда будет думать, получится, не получится. Я же никогда так не плавал. А что обо мне подумают другие? Им некогда будет этим заниматься. У них будет только одна жесткая цель, вот она впереди, либо так, либо я... все, сдохну, да, по-другому у меня вариантов нет. И в такие моменты человек способен на многие вещи. Это зона роста. Это однозначно зона роста. И очень хорошо, когда есть маяки, есть ориентиры, есть люди, на которых можно опираться. Есть люди, на которых можно ориентироваться. Да, то есть уже человек принимает осознанное решение действовать, он уже готов, уже там и звонить, и по теплому, и по холодному, то есть ему уже все равно, вплоть до того, что вот есть объем клиентов, бери телефон, иди обзванивай. Все, у тебя тупо нет вариантов, да? Либо ты находишь клиентов, начинаешь зарабатывать, либо сидишь без денег, и все у тебя очень в жизни плохо будет. Вот, соответственно, наша задача лидерского состава быть постоянно на связи. Это очень важно. Это очень важно даже не с целью того, что там мотивировать как-то, да, у тебя там все получится, а просто чтобы люди видели, что есть кто-то рядом. Это важно. Когда я уже готов что-то делать и осознанно принимаю решение, да, что-то менять, однозначно есть страхи. Да, однозначно, это нормальные вещи, все мы там чего-то боимся за детей, не знаю, там, за получится, не получится, но когда рядом есть люди, которые двигаются так же, да, параллельным курсом, а еще люди, которые дают руку помощи, вот это самое хорошее условие создавать надежные дружные команды.
То есть команда людей, которые пойдут, да, то есть будут с нами, не будут там распыляться, да, на 10-100 проектов, которые будут двигаться. И сейчас от вас, от лидеров, очень важно проявлять вот эту заботу для команды. В каком виде ее можно проявлять? Первое – это личные какие-то встречи. Второе – это командные события. Да, все сидим дома, ребятки, мои партнеры, моей команды, сегодня я для вас и что-нибудь, да, какие-то события, онлайн-трансляции, да. Обучение, контроль, допустим, запустите интенсивы. Людям, по большому счету, сейчас заниматься нечем, ну, то есть все сидят дома, да, и есть мотивация развиваться. Интенсив – это такая форма работы, ну, вспомните, как наши интенсивы, да, проходили, которые я проводил, да, как резко возрастала производительность труда каждого. Да, и моя личная производительность поднималась, да, и партнеров, прошедших интенсив, ну, волна пошла, увеличился товарооборот, и все двигалось, да. Почему? Ну, во-первых, включается командный дух. Люди всегда хотят быть частью чего-то большого, и когда рядом не только лидеры, а еще вот такие же люди, да, появляется дух состязания, давайте так это назовем, да, дух соревнования. То есть люди вовлекаются в процесс уже, ну, деньги, понятно, это следствие, в принципе, да, то есть все приходят зарабатывать, но тут появляется азарт, а это очень классно. У людей начинают гореть глаза, и это очень круто. А когда у них начинает получаться, и это видят другие, такие же, как они, да, там новые партнеры, это позволяет им еще самоутвердиться. Да? А люди, которые уже самоутвердились, им доказывать ничего не надо. Они уже понимают, я могу, я умею, и все, они идут. Они идут и делают, ну и ориентируются на лидеров, на маячков, да, куда двигается лидер. Почему очень важно сейчас лидерам всем двигаться в одно место? Ну, сами понимаете, да, если лидеры начнут там делать раздрайв, создавать, ну, новички смотрят на вас, да, лидер там, неважно, куда-то побежал, новички тоже либо не побежали, да, но демотивированы. Это очень плохо, ребят. Сейчас, наоборот, нужно создавать и поработать по большей части над командной культурой. Все остальное, оно приложится. Потому что многие не выполняют, вернее, не применяют систему не потому, что не могут, а потому что не донесли, не объяснили и нет понимания, как это поможет. Я очень много встреч провожу с партнерами, ну, сейчас есть время, благо, да, и личники там многих разбудил, да, которые там, не знаю, месяц сидят, там 3 урока, иди сюда, начали все разбирать, все, человек горит, он каждый день мне звонит, он каждый, так, давай, у меня уже люди навстречу есть. Я такой, о, так классно, давай, конечно. Месяц сидел, ничего не делал, тут проснулся, да. По блокчейну тоже сейчас вот инвесторы крупные заходят, тоже на 10 тысяч готов человек, уже часть денег, ну, перевели, часть сейчас задержки там, ну, чисто надо доперевести сумму, вот и все, да. То есть там попали на 3 банковских дня, и вот сидим, висим. Как разберемся с этими 3 банковскими днями, ну, собственно, покупаем, да, токены. Вот, и очень важно, ребята, говорю, очень важно сейчас сделать фокус все-таки на общении с партнерами. Очень важно сделать на этом фокус. То есть, что мы видим? Делать могут, в принципе, все. Каждый, кто делает, получает результат. Но нет понимания, зачем, нет вот этого щелчка, нет вот этого, не знаю, пинка, называйте как хотите, почему прямо сейчас надо начать делать. Потому что, еще раз говорю, как показывает практика, когда человек разбирается, вовлекается, начинает, у него появляется личная мотивация это делать. Его не надо дополнительно стимулировать, его не надо дополнительно убеждать. Второй пример, я его пару раз уже на планерках рассказывал, тоже там сидела в социалке чуть ли там, не знаю, не полгода, пока там кредиторы за одно место не схватили. В итоге за 4 дня, ну или в течение недели, да, 4 личника. Казалось бы, что сидел? Что полгода ждал-то? То есть сделать-то мог объективно прямо сейчас и прямо сейчас мог получить, да? Вот эти пороги, комплексы, страхи, общественное мнение,
то есть конкуренты, я имею в виду, да, общественное мнение там конкурентов, общественное мнение людей, которые не предприниматели, да, люди социальные существа, и они очень сильно ведутся. И вопрос, либо они ведутся на лидера, ну, в хорошем смысле слова, да, либо они ведутся на окружающее мнение, да, и вот это как две чаши весов, да, и получается, если лидера нет, или его мало, а общественного мнения много, то, естественно, не в нашу пользу, да, и имиджевые части, и там доходные части, они все играют не в нашу пользу. Даже несмотря на то, что есть хорошие финансовые результаты, даже несмотря на то, что есть хороший продукт, есть, ну, как правильно, общественное мнение, да, неважно, испорчено, но не испорчено, это как-то медиа-формат, да, то есть если всем говорить, что там, не знаю, Россия напала на Германию, то через какое-то время все будут считать, что да, действительно, Россия напала на Германию. То же самое здесь. Не важно, как оно было на самом деле. А важно то, что от нас, от лидеров, идет объективно мало контента не в плане презентаций, да, а объективно мало контента в плане истинных положений дел в командах. А в плане истинных чек-листах, то есть результаты людей, которые действительно чему-то научились, действительно чего-то добились. Мало, единицы это делают, да. Как новичок формируется, да? Вот вы заметили, что объем регистрации, да что на блокчейне, что в Дриме, он реально поднялся. То есть люди больше стали регистрироваться, то есть больше стали так, а что это там, что я для себя найду. Но конверсии, то есть количество оплаченных, ну, ребят, честно говоря, вообще никакие. Вообще никакие, да? Почему нет вот этого элемента, как бы правильно сказать-то, живого общения? То есть человеку нужно всегда... ну, как бы правильно, чтобы его успокоили, да, то есть дополнительное мнение, да, а это платье мне точно идет, да, а этот телефон точно, там, не знаю, такой крутой, как об этом говорят. Если ему рядом будет кто-то, кто скажет, да, все так и есть, то человек легко принимает решение, потому что всем, в принципе, все нравится. Если рядом такого человека... Социальное подтверждение. Да. Если рядом такого человека нет, ну, я еще подумаю, это 72 часа, и интерес все ниже, потом он просто забывает об этом, да. Потом он говорит, а мы же говорили с вами там полгода назад, да, ну и что? Да я вот что-то не знаю, но сейчас окей, давайте еще раз изучу, да, еще раз изучил, пошел оплатился. А скидка еще действует, ну, на соцпрограмму? Я говорю, ну, конечно, действует. Он говорит, окей, иду пополнять. Что нужно было? Пойти пообщаться. Всего лишь нужно было пойти пообщаться. В чат консультации через АСУ приходит очень много людей, очень много просят скидку. Ребят, кто в чате, вы мониторите эти вещи? Я тоже не всегда успеваю, потому что кто-то мне в личку пишет, кого могу выдергиваю, то есть пару сделок закрыл, там где-то в глубине один спонсор, на связь вышел, поблагодарил, говорит, спасибо, у меня деньги пришли, я говорю, пожалуйста, ладно, хорошо, начинайте работать. Второй не вышел, но суть не в этом, суть в том, что все-таки это рабочие механизмы, их надо масштабировать. То есть нужно создавать больший поток, нужно проявлять нам, в первую очередь, большую активность по работе с командой и командной культурой, приучать, чтобы каждый день приводили на вебинары, приучать, чтобы каждый день продвигали ссылку на боты, неважно, где он, в блокчейне, в Дриме, пусть толкает бот. Потому что пока у него есть мотивация что-то делать, он делает, только у него мотивация пропадает, бот продолжает делать все остальное. Все очень просто. Если он в тот момент, пока он активный, и пока у него есть мотивация что-то делать, делает все, что там что-то другое, но не продвигает бот, то он после себя не оставляет, как бы правильно сказать, наследство, да? Потому что очень много примеров, когда человек, условно, набил в первую линию людей, сам из бизнеса ушел, а мы потом его первую линию монетизировали.
Все очень просто, да, а нам какая разница, ну, как бы, кто где, в какой глубине, да, то есть человек в нашей структуре, соответственно, приходит к комиссии, все очень просто, и, ну, какая разница, что он не прям мой личный, ну, кроме соцпрограммы, ладно, там разница в $200, да, ну, а так, в принципе, в остальных программах-то какая разница? Все, важно его включать, чтобы он давал новых людей. Вот это больше имеет значение, чем то, что вот, ой, нет, принципиально ко мне в первую линию, чтобы я на 2 рубля сиюминутно больше заработал. Это не спасет ситуацию в целом. Вот, поэтому важно фокусироваться на этом. Касательно блокчейна, очень интересный инструмент. Очень выходит много лидеров. Очень много выходит разработчиков, даже идеи мне там предлагают, вот давайте как-то там, у нас есть еще вот это, давайте добавим на вашу площадку. То есть, да, конечно, двигаемся не так быстро, как бы хотелось, да, есть, конечно, ограничения в ресурсах и человека часов, время не резиновое, и не всех людей можно допускать, как это, Олег, называется, к ядру программы, давайте вот так скажем. Да, ну, да, чтобы диверсии нам просто там не оставили, горе-разработчики, да, ну, или не поломали то, что есть. Поэтому тут и привлечь-то мы не можем никого, вот объективно. Ну, потому что кроме проверки на качество, ну, какой ты там программист, еще нужна как бы проверка на вшивость, а не обворуешь ли ты нас. А у нас ответственность перед людьми, сами понимаете, поэтому мы не можем... Тут проблема большей части в компетенциях, потому что работа с социальными сетями достаточно узкопрофильная, и найти специалиста в этом направлении достаточно сложно. Ну, это первая проблема. То есть найти специалиста сложно. Второе, чтобы он справился и умел. А третье, чтобы он был надежный и не обокрал. Еще и хотел. Да, ну, сами понимаете, тут такие вещи, которые, ну, нельзя опускать людей, потому что себе будет хуже. И поэтому мы уже выгребаем теми ресурсами, что есть, ну, в плане человека, затрат и часов, да. Вот. Актуален также финансовые ресурсы, потому что блокчейн требует, ну, еще требует вложений, а вложений нет. Потому что мы используем... Ну да, потому что мы используем только 15% от проданного токена. То есть партнерки, рекламные пакеты там вообще никак в зачет не входят. То есть нет никаких источников дохода. Да, и получается, если объем продаж токена падает, то, собственно, нечем тупо двигаться дальше. Просто нечем, да, нечем качать те же ротации, да, то есть мы бы с удовольствием закидывали там по 100, по $500 в день на то, чтобы люди там ротации проходили, да, и выходили там на 15 в месяц с потенциалом там зайти в пакет команды, да, чтобы начали работать, но нет этих ресурсов, нечем качать. То есть нужно увеличивать объем продаж токена. Объем продаж токена... Чтобы хватало, в сутки должно быть минимум в районе $250. Ну да, так наоборот, это ж математика, как говорится, да, то есть выше головы не прыгнешь, есть объективные цифры. То есть если нам надо 250 в сутки, чтобы у нас был просто зашкаливал объем ротации, чтобы все улыбались, это один из вариантов, это не единственный. Я просто показываю одно из решений, да, то за месяц нам надо $7500 тратить на то, чтобы ротации качали, да. Понятно, что будет всех там заливать мега-трафиком, но чтобы иметь 7500 в месяц, это 15%, нам надо создавать товарооборот, ну сколько, в 6 раз больше, грубо говоря, да. То есть почти $100 000 нам надо делать товарооборот на продаже токена. Вот, теперь возникает главный вопрос. Каков интерес инвестора инвестировать в токен, да, пока он с низкой доходностью? Да? Соответственно, чтобы привлекать инвесторов, нам нужно поднимать доходность.
То есть привлечение рекламодателей – это поднятие доходности. Продажа пакетов рекламных – это поднятие доходности. Стратегии на удержание базы, да, чтобы база росла и ежемесячно оплачивалась. Понятно, что во всех этих направлениях есть у каждого свой личный интерес. Ну, 7-минутная партнерка, да? Но опять же, работая на личный интерес, каждый вносит лепту в общий интерес. Потому что чем больше пятнашек, неважно, пятнашек, тридцаток, 50-ок, да, тем больше пул инвесторов, тем больше доходность по токену. Чем больше доходность по токену, тем больше инвесторов принесет сюда деньги. Чем больше инвесторов принесет сюда деньги, тем больше ресурсов на реализацию всех наших задач. Поэтому все сейчас упирается в пятнашки. И на блокчейне, то есть не надо, как говорится, летать в розовых очках. Да, мы раскачаемся, да, время там все равно играет на нашу пользу. Да, половина альткоинов сторонних обрушаются, и это круто. Да, мы при этом являемся инструментом сохранения капитала и выполняем свои обязательства. Люди продают токены, все нормально, все работает. И это опять же круто. Это все работает на нашу пользу. Но нам сейчас надо теперь еще сделать как-то вишенку на тортик, да, поднять доходность. Чтобы вот это все круто и надежно еще было с хорошим профитом. И мы тогда просто забираем весь рынок. Вот кто вот это понимает? Да, то есть мы сейчас сделали надежные инструменты, мы сейчас сделали оправданную экономическую модель, мы способны там продавать, менять и что хочешь делать с этими токенами. Мы можем сейчас, ну, нам надо объем набрать, 40 тысяч это реально мало, там сколько, 5 тысяч кошельков, держателей токена, но это реально мало. То есть надо хотя бы там, не знаю, 50 тысяч, 100 тысяч кошельков набить, ну, понятно, не пустых с деньгами. И тогда можно уже претендовать на какую-то платежную систему, потому что в отличие от традиционных криптовалют, ни одна валюта, кроме тезера, ну и тезер тоже под вопросом, во-первых, надо ли им это, самый главный вопрос, а во-вторых, ну, есть подозрение, что тезер, ну, как бы печатает липовые деньги, да, ничем не подтвержденные. То есть там пытаются там судиться с ними и так далее, да. Не знаю истинного положения вещей, так ли это, не так ли это, но на сегодняшний день это единственная монета, которая может рассматриваться как платежное средство, да, вот тезер. Вторая монета, которая имеет больше преимуществ, это все-таки монета BPC, потому что она может использоваться не только как платежное средство, а как актив, еще приносящий прибыль. То есть монеты тезер, да, мы можем там продавать товары и услуги за тезер, почему удобно, международно, дешево, то есть нет там бешеных комиссий за транзакции, собственно, как и у нас все это есть, да, и цена не меняется, не волатильна. Да, потому что с волатильными валютами, ну, невозможно, да, ты продал, там, не знаю, 5 биткоинов, купил квартиру. В принципе, чтобы было понимание, наша монета и тезер сделаны на одной технологии. Ну, да, то есть это смарт-контракты очень схожие, да, и большой только наш плюс и огромный минус. Большой плюс, что монета, кроме того, что это платежное средство, она еще доходная, и наша задача ее доходность эту поднимать. Второй большой минус, что она плохо пропиарена. Она плохо пропиарена. Мы уже с Олегом поднимали этот вопрос по проработке идеологии вокруг монеты. Да? Вот реально зайдите сейчас вот просто ради интереса в Яндекс, наберите тезер, и вылазит куча всего. Зайдите в Яндекс, наберите тот же призм. И вылазит куча всего. Зайдите в Яндекс и наберите BPC. В лучшем случае там пару сайтов, пару статей вылезет. То есть нет массового продвижения. То есть нет информации по монете. Так, у меня партнер пишет. Ладно, сейчас отпишусь ему 2 минуты. Угу. То есть мало информации по монете, мало обзоров, мало
разъяснений, что это за монета, что за технология, зачем она нужна и какая у нее перспектива. Почему перспектива у этой монеты в виде платежного средства намного больше, чем у всех, кто это заявляет. То есть вопрос только набрать сейчас, ее нужно распиарить. То есть нужно, чтобы большое количество людей были держателями. То есть нужно продавать, собственно. Понятно, не бесплатно, партнерка за это начисляется, да, то есть есть интерес продаж. Привлекайте, скажу больше, с Призма давно лидеры побежали, часть из них побежала в Минтер, скажу больше, есть информация, что из Минтера они тоже уже вострят лыжи, потому что там, как обычный стартап, обычные монеты, выходящие на бирже, то есть самое интересное уже заканчивается, да, для хороших быстрых денег, соответственно, уже шумихи такой нет, и им нужен свежая монета, давайте так назовем, да, то есть очень много, и я бы даже сделал акцент на все-таки структурных лидерах инвесткомпаний, как существующих, так и битых, какие были там Кэшбери, Алмида, неважно, да, то есть просто ищем там инвесткомпании с 2015 года, например, да, по 2020. Вот это себе делайте пометку, просто находите, да, эти компании, прорабатывайте лидеров по этим компаниям, по хэштегам посмотрите, кто занимался этими компаниями. Обращайте внимание на людей, которые проявляли активность в первую очередь в этих компаниях, да, снимали видео, проводили вебинары, да, вам нужны такие люди, потому что если вы подпишете 2-3 человек, вот таких, да, зажигалочек, которые сами там качают, сами вебинары, события, тусы, объяснять не надо, да, что они вам сами команду и выстроят, да, вот, плюс они работают в своей привычной нише. Это инвест-направление, это пассивный доход. То есть в своей привычной нише они работают. Им не надо перепрофилироваться на продукт условно, да, и учиться там продавать. То есть они делают, в принципе, все то же самое, только за большие проценты. Опять же, долбите их партнеркой. Это люди, я вам скажу, по большей части, они беспринципные, их интересуют только деньги. Все очень просто, да, чисто деньги, ничего личного, да. Покажите им деньги, покажите карьерные лестницы, покажите, возможности, да, то есть карьерку, да, до миллиона, покажите комиссии, ребят, 12% в первую линию, это, ни одна компания еще не давала 12% в первую линию, не могла дать, она просто рухнула там за пару месяцев, да, а мы это можем. И не просто можем, да, мы это можем на надежных, стабильных условиях, не ломаясь, не разрушиваясь, да. А дальше, когда многие поймут, то есть волна будет, если мы, привлечем этих людей, волна будет примерно следующая. Все зайдут, начнут качать, потом все затихнут. Стопудово. Почему? Классика обычных инвесткомпаний. То есть они уже будут морально искать пути отхода и готовиться к скаму. Но фишка в чем? У нас-то скама быть не может. И когда мы просто вот этот барьер преодолеем, когда он уже, сейчас уже скам, нет. Сейчас уже скам, нет, да, то есть, сейчас уже нет. А партнерка-то остается, даже если он там выходит человек, даже если он монеты все продаст, у него же партнерка активная, и начисления приходят, да, от структуры, то есть там все продолжает работать само. В этом и прелесть, что он уже может там бросить этот проект, а деньги приходят, и это классно. Потом он включится, да, там 10 проектов заглохнет по пути к его успеху, а тут деньги приходят. Естественно, такие люди возвращаются и начинают опять активно качать все. У них уже появляется уверенность, у них уже появляется там понимание этого бизнеса. Таких людей очень классно привлекать через, как бы это правильно сказать, через видеоэфиры, не презентации, ни в коем случае не презентации, а видеоэфиры, причем в виде либо обсуждений
да, когда 2-3 человека сидят и мусолят какую-то тему. А что за монета? В чем ее плюсы? Да, и сидят между собой, общаются, да, никого никуда не призывая, да. То есть, если хотите зарабатывать с нами на этой монете, ну, более подробно там, ссылка на бот. Либо хотите просто получить монету в подарок, ссылочка там, да, то есть, ну, на Telegram-бот. Все очень просто, да. Либо в формате интервью. Опять же, 2 человека, один задает вопросы, второй отвечает, да, то есть ни в коем случае это не презентация, да, почему ты выбрал эту монету, ну, условно, да, в чем ты видишь ее перспективу развития, почему эта монета там, ну, условно, не превратится в классическую, там, в классический альткоин, да, какая у него разница, почему там технология надежная, ну, и все, и вот такие смежные вопросы, раскрывающие непосредственно, ну, ее технологию, потенциал и возможности, да, то есть людей всегда интересуют возможности. Потому что когда можно предоставить сегодня безопасный инвестиционный инструмент, Олег, ты можешь сказать, сколько за весь период по доходности мы получили на токен? Ну, допустим, на партнеров, которые, допустим, ну вот, когда там 3 сентября зашли. Покажи нам данные. Ну, расскажи, покажи. Сейчас я открою. Ну да, я понимаю. 2 минуты. Угу. То есть у нас есть уже, ну, у нас готовы графики, мы просто его не публикуем, пока он, ну вот за этот месяц сейчас он должен быть восходящий. Мы не хотим создавать ложного убеждения, да, но просто у нас как был бум, высокий там месячный доход, да, потом чуть ниже, я вот не хочу вот это показывать, да, я сейчас жду, чтобы вот, вот наоборот, да, то есть вот так раз и пошло. Скажем немножко не так, у нас получается доход ежемесячный, кроме первого месяца, плюс-минус примерно одинаков. Но увеличивается количество монет, и поэтому график нисходящий. Да. То есть доходность, она понятно, что мы ее удерживаем, но количество обладателей токена растет, и это правильно, оно так и должно быть. То есть нам надо доходность не удерживать, нам надо доходность увеличивать. Когда будет доходность увеличиваться пропорционально или быстрее, чем количество держателей монет, тогда доходность на токен будет всех радовать. Все очень просто, да? В силу того, что мы ее удерживаем, а объем держатели токена растет, то понятное дело, что доля каждого падает. Это нормальные вещи, это опять же математика, это блокчейн. Я имею в виду, что мы не хотим пока публиковать этот график, пока мы не покажем сообществу, что это не вот и все. Да, уже поздно заходить. Ну, например, да, знаете, как люди боятся с лишним рублем расстаться. А мы пока хотим показать, что это как-то медиатор. Мы хотим показать, что это управляемый доход, управляемый процесс, да, что вот бизнес был на этапе развития, вот вышли продукты, вот пришла тут биржа, и вот все у нас понеслось. Да, понимаете, что мы хотим сделать? Чтобы график был, ну, допустим, там низ, потом раз один месяц прям дал жару. Вот, и вот тогда мы покажем, что, ребят, нет, уходите от этого суждения, что вот на старте и все дальше хуже. Нет, уходите. То есть это не, как правильно сказать, да, это не классика там инвест-проекта или так далее. Это экономически оправданная бизнес-модель. Бизнес – это деятельность, направленная на привлечение прибыли. Соответственно, мы сегодня там поднажали, прибыль больше. Мы сегодня там расслабились, ну, прибыль меньше. Мы вовлекли последователей. Сколько? 20% мы дали с сентября. 20%. И это сколько? Полгода. Вот, ребят, я вам скажу, что сегодня, вот даже опираясь на статистику, дайте я зайду сейчас просто в кабинет. Сколько там токенов? 25 в обращении? Я скажу так, для долларовой инвестиции 3% это хорошо. Вот. Нет, это хорошо в принципе, да, 20% да. Это в принципе хорошо, но я хочу показать другие вещи, что эти 20% можно сделать за следующий месяц. Вообще в целом просто для инвесторов, для крупных, получить 20% на их инвестицию, это вообще очень шикарно. Банки дают на текущий момент 2-3% в долларах. Инвестиции в ценные бумаги, в более-менее нормальные инструменты финансовые на рынках дают до 7%.
Ну и не забывайте, что рынки То сейчас есть- падают. И на падении можно зарабатывать, но все равно, да, то есть дивидендные бумаги, вот УФЗ американские и все остальное, да, максимум, что можно вышить, это до 7% в долларах. Я сейчас недавно общался с одним риэлтором, по российским регионам работает, по курортным городам работает, у них фирма. То есть у них там большая банда, они разъезжаются там в разные регионы, собственно, да, анализируют рынок, и говорит, очень много людей реально забирают деньги с банков с целью, куда бы инвестировать. То есть они прям рассматривают, куда. Я говорю, окей, насколько рентабелен рынок недвижимости? Ну, вы что, в основном говорит, ну, нам, собственно, пофиг, насколько он рентабелен, потому что мы зарабатываем комиссии, ну, условно, на приглашениях, да? То есть если они сводят продавца с покупателем, имеют свой процент. Все, вот их работа. То есть сколько он там заработает, ему по барабану, да? Там выстрелит, не выстрелит та недвижимость, ему тоже по барабану. Там зависнет она у него на 10 лет, он продать ее не сможет. Ну, ему тоже по барабану, он комиссию свою за рекомендацию, собственно, за то, что нашел клиента, получил, да? Говорит, и мы в основном зарабатываем на комиссиях, да? Ну, Говорит, вот ну, сейчас, так и- допустим, текущий сезон, если брать Сочи, Крым, сейчас все будут дома сидеть, все лето практически, скорее всего, ну, может, до июля точно. по Ну крайней да, то есть мере. сдавать в аренду начнется пролет. Покупка Ну, недвижимости на аренда. перспективу, ну, вопрос такой же, это тоже заморозка денег на неопределенный срок. Другими словами, он говорит, этот рынок, говорит, в лучшем случае дает, это вот в идеальные там как это, периоды, да, сезоны, этот рынок дает 20% годовых. Причем надо брать жилье на этапе застройки, если ты хочешь 20, потому что если готовое брать уже, вот заезжай, ну, понятно, ремонт косметический делай под себя, да, но если готовое брать, то, ну, в лучшем там на квартиру 500 000 сверху. Это вот то, что ты сможешь заработать, чтобы не ждать там 5-10 лет. То есть в перспективе, да, в курортных регионах, говорит, идет постоянная динамика к повышению. Как долгосрочная инвестиция, ну, бизнес-план выхода в ноль, это 7-9 лет. Выхода в ноль. При этом у тебя остается недвижимость, которую ты можешь продать по рынку. Ребят, 7-9 лет. У нас есть монета, при которой, чтобы выйти в ноль, сколько нам надо? Ну, грубо там, я считаю сейчас большие пакеты, я сейчас не играю. Там, До 37%. Да, то есть 37% человеку надо отработать. 37%. Либо через партнерку, либо дивидендами для выхода в ноль. При этом у него есть монета, которую можно продавать по себестоимости. Вот пример такой же с недвижимостью. 9 лет на капитал, либо там, ну не знаю, ну год. Да? Если партнерку будешь качать, то и того быстрее. И сегодня действительно очень много людей ищут, куда инвестировать капиталы. Не 1000 баксов, а капиталы. Да, там 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей. То есть они реально ищут, где под разумные проценты, под хорошие гарантии. Да? Почему мы можем давать гарантии, а мы не рискуем этими деньгами? У нас сама бухгалтерия устроена таким образом, что на крупных пакетах, ну, естественно, если человек заводит такие деньги, там, да, пару миллионов, то это только крупные пакеты. То сколько там, 63%, да, прибыли, ну, вернее, 63% тела инвестиций, оно уже, безопасный резерв, давайте это так назовем, да, то есть это деньги, которые, ну, то есть из 10 миллионов у него 6 миллионов у него на руках, давайте проще скажу. Причем на руках и они ликвидны, то есть ты в любой момент там можешь частично, полностью, как хочешь продать, да, ну, либо там с 1 600 000 у тебя на руках. Все, и тебе надо отработать только вот это тело, ну, разницу, да, учитывая, что есть партнерка, инструменты, да и, в принципе, возможность повышения доходности, которая зависит от нас с вами, сказать, что это будет год, никто не может. Это может быть и месяц. То есть это можно и поднажать, и сделать за 1 месяц, понимаете? Это может быть 1,5 года. Поэтому говорить за какие-то сроки можно говорить только постфактум. Для этого этот график и создан. Но пока там, нисходящая, да, кривая,
мы его не публикуем пока. То есть он будет позже. Чему это? Давайте резюмируем. То есть первое, есть спрос на продукты, в том числе на инвестиционные. Есть необходимость бюджетных масс, просто сотен тысяч людей, бюджетных масс в зарабатывании денег здесь и сейчас. У нас есть оффер, линейка оффера на любой кошелек, начиная с $15, заканчивая, там, неважно, $5000, да. У нас есть все необходимые инструменты, у нас готовая инфраструктура, у нас отработаны все платежные средства, инструменты, сервисы, там автовыплаты, ну, все работает, да, то есть все, уже по большей части все работает без вмешательства дополнительного, да, то есть не надо уже там сидеть, лазить, там ждать, от кого-то зависеть. То есть это оперативность для людей, это, живые деньги здесь сейчас. И наша задача сейчас поднимать в штыки, еще раз говорю, всю команду. Кто сидит в блокчейне, объясняйте людям, объясняйте. Я вчера опять еще раз общался с еще одним человеком, да, который мне сетовал там низкие ротации, туда-сюда, пошли 15 минут поговорили. Вот так я ему сделал переключатель. Человек увидел, зачем он сюда пришел. Я говорю, а раньше что вы делали? Вот у меня там это. Я говорю, а что, деньги не нужны? Говорит, нужны. Ну, а что вы команду не строите? Я там свой проект продвигайте. Что мешает вам сделать второй источник дохода? У вас в проекте прям вот супер-пупер все идет? Нет. Ну, то есть, а если здесь пойдет быстрее, вы сильно расстроитесь? Нет. Ну, так в чем проблема? У тебя оплаченный пакет, у тебя, все, тебе уже ничего не надо, иди только делай. У тебя в команде есть люди, которым нужен трафик. Ну, он всем нужен. Правильно, иди расскажи, где ты его получаешь. Все просто. Иди расскажи партнерам своего там просто гейм, где ты получаешь трафик. Все, ты получишь личника. В чем проблема? Да, все, человек пошел работать. Ну вот сейчас пишет, говорю, что есть человек, что... Ну ладно, сейчас с вами закончу, пойду изучу подробнее вопрос. Все, он говорит, сделай рекламу, люди интересуются, что мне отвечать. 15 минут. Спикеры, еще раз просьба. Больше делайте акцент на финансовых возможностях. Всем нужны бабки. Жить простым людям стало сложнее. Решений сложной ситуации у людей нет. Все сидят дома. $15 есть у всех. $15 есть у всех. И наша задача вот эту массовость создать, да, то есть вот это вирусное продвижение, чтобы все ходили, шушукались, что все, сиди, давай вперед и не сомневайся, пятнашка и понеслась, да. Наша задача сейчас создать необходимый информационный фон. Наша задача сейчас общаться с нашими партнерами и показывать, прям вот показать, да, в виде рекомендаций, в виде так, открывай экран, давай, вот делай вот это. Что им надо делать? Потому что, не доходит до многих людей, не знаю, с чем связано, вот не доходит, да, знаете, как это... Смотрю в книгу, да, вижу фигу. Вот то же самое с большим количеством людей. Пока ты не сядешь с ним, это так надо было делать? Я говорю, так, стоп, а как-то иначе было рассказано? Я подумал, зачем эти предположения? Вот многие так делают. Я серьезно говорю, не знаю, с чем это связано, что за люди начинают изобретать велосипед. Просто тупо начинают изобретать велосипед. Вчера звонила мне лидер. Сейчас компания, какая-то с Китая выходит на российский рынок. Звонила за продукт и за обучение, говорит, а где система авторекрута ОСА на блокчейне? Я говорю, стоп, а что она должна там быть? И мы же там $15 оплатили. Я говорю, не, идите сюда, давайте пообщаемся. В итоге сейчас они рассматривают на 600. То есть они поняли, это то, что нам надо для продвижения, да? Окей, то есть еще раз говорю, продуктом
сетевики настоящие, да, не вот эти, что 100 проектов рекламируют, да, или заработок без вложения, а именно сетевики настоящие, это первые наши клиенты. Поэтому берите это на вооружение. В хорошем смысле слова, травите на сетевиков, да, показывайте, где брать этих людей, да. Я периодически это тоже прокидываю, но очень важно, чтобы вы меня в этом ключе поддерживали. Потому что я говорю, кто-то сделал, кто-то не сделал. Говорю я, плюс кто-то из вас уже сделал больше. Говорите вы все, многие начинают делать. Да, все не будут, но нам все не надо. Все очень просто, да? Поэтому наша задача просто вот сейчас в единый кулак и в одном направлении качать. Тупо одно и то же. Как попугаи, каждый день одно и то же. Жетончики начинают проваливаться. Понятно, что да, попутная история успеха, понятно, что попутно там чеки, результаты, но работа в целом должна быть конвейерная. Все, приглашение новых, презентация, быстро оплачиваем, понеслось, инструменты, приглашаешь новых на презентацию. Все. У тебя микрофон попал, Миш? Микрофон выключился, Михаил. У тебя микрофон выключился. Кнопку нажми. You are now muted. Раз. Слышно меня? Да, слышно. Странно, что-то кнопочка меняет. Вот, ребята, то есть это основная наша задача. Сейчас просто запустить конвейер. Конвейер, который будет постоянно быстро давать людям деньги. Неважно, в какой программе, то есть каждый в своей нише. Кто там на ВН, качайте через него. Везде есть хорошие деньги. А кто на блокчейне, ребят, кто тему блокчейна сейчас качает, качайте на нем. Причем в блокчейне давайте людям тоже с возможностью на перспективу. То есть быстро накачали там те $600, у тебя уже готовая структура, вперед быстро закрывать цикл. Все, твоих людей тоже заводим туда, по $30 000 за каждый закрытый цикл, это уже интересно. Да? Добавлю немножко по поводу блокчейна. По вашим просьбам. Мы увеличили объем ротации на 15. Сейчас гарантированно в сутки будет каждый, кто оплатил 15, получать 5 человек в каждой сети. Это при наличии достаточного объема людей, которые проходят ротацию. Для платников практически для всех будет хватать. Хватает этого, да? Да. Для платников именно хватает. Там большую массу несут 15, которые активны по коду. Угу. Вот они будут получать трафик во вторую очередь. Это подарочный, да? Подарочный, да. То есть они будут получать трафик по остаточному принципу. Угу. Там тоже будет, понятно, но я им не гарантирую трафик. Нам в целом, смотрите, у нас 3 механизма, как повышать объем ротации. Первое. Объясняйте всем, что бесплатные ротации вручную – это тоже инструмент. Объясняйте, если каждый будет там даже не оплаченный каждый день проходить ротацию, на 15 это будет... тоже ваши клиенты. Да, на 15 это будет не 10, а 50 человек каждый день. Понимаете? То есть общайтесь, пропагандируйте, рекомендуйте, советуйте, делайте лайфхаки, как я нахожу себе там, как развить свою страничку ВКонтакте без вложений. Все, сиди, каждый день проходи ротации. Все. И это привлечет свою аудиторию, естественно, да, но это поднимет ротацию. Это способ номер раз, да. Способ номер 2. Количество увеличения ротации можно стимулировать за счет увеличения объема платных ротаций, но это тянется за увеличением объема товарооборота. Тут мы привязаны, да, то есть больше там, чем, пока условно там $25 в сутки мы вообще не можем давать на ротацию, потому что и этих денег хватит там условно на пару недель. Потому что больше просто тупо нету, да, нечем подкидывать, да, нужно делать продажу токена, то есть продается по чуть-чуть токен, приходят новые деньги, есть возможность подкидывать дальше, да.
пойдет хороший поток, можно будет закидывать туда и по $500 в день. Нужны деньги. Третий способ получения ротации. Даже если человек платный, оплаченный, в рамках команды строит бизнес, да, строит команду, просите, рекомендуйте для общей командной пользы и в первую очередь для себя же любимого, да, потому что ты построил команду, если будет, даже ты не построил команду, ты нашел клиентов, и ты понимаешь, что если будут маленькие ротации, они, вероятно, на следующий месяц не заплатят, правильно? Скорее всего, да? А ты ничего для этого не делаешь. Поэтому не ленись, там раз в неделю, 2-3 раза в неделю, сколько можешь. То есть это тебя не заставляют, как бы, но это твои интересы. То есть даже если ты оплачен, твой интерес, там, пару раз в неделю, не поленись, там, кино смотришь, сиди, кликай. Там, не знаю, там, картошку жаришь, второй рукой сиди, кликай. Ну, обязать мы никого не можем, но вот рекомендации, как к здравому смыслу, людей призвать можем. Что, ребят, вы нашли людей, вам интересно, чтобы они платили ежемесячно? Интересно, клево. Поднимаем ротацию. У нас 3 способа. Способ номер 1. Ну, уже получается тогда 4 способа. Развитие Telegram-бота. Потому что каждый, кто приходит на бесплатный токен, должен пройти ротацию. То есть фактически у нас 4 способа повышения ротации. Первый – продвижение Telegram-бота, чтобы люди, ну, раздача токенов. Это хороший инструмент, ребят. Токенов хватает на 1 миллион партнеров, на 1 миллион абонентов, которые пройдут ротацию. Поэтому, блин, тупо раздаривайте максимально быстро, максимально огромному количеству людей и партнеров ориентируйте на... Приведу пример. Олег, можно расскажу, да? Короче, есть партнер, не буду говорить кто, на бесплатных, ну, на ротациях, да, на 0.02, короче, вот на этих бесплатных, сколько, 50 или 70 токенов уже, да, у него? Этот Larry Invest. 50 с копейками. 50 токенов на бесплатных вот этих, ребят. То есть, ну, 50 токенов, вот их, если сейчас тупо продать, $150. Ну, плюс на них капает что-то каждый день. Понимаете, да? Приводите вот эти примеры. Это история успеха. Вот есть партнер. Ну, вот это не надо всем рассказывать, да? Но заработок эту на ситуацию, 0.02? нет, не эту ситуацию, а как пример. Что не конкретно Вася пошел и вот на бесплатно там это. Нет. Почему выгодно приглашать? Почему выгодно привлекать людей на Telegram-бот? Потому что можно зарабатывать монету, потому что повышаются ротации, потому что... По реферальной программе, да, он заработал столько? Еще раз? По рефералке в балке... Да, по 0.02 токена, да. Ну, а почему об этом не надо говорить? Я думаю, надо. Нет, вот про это надо говорить, не в конкретных примерах. Просто. Не, ну, человека, естественно, мы не будем... Про ситуацию, да, что вот есть партнеры, которые через Telegram-бот заработали уже 50 токенов. Я еще один момент вам скажу, 5-й, по поводу того, почему надо развивать свою команду, потому что у нас же есть еще такая вещь в ротациях, что наставники всегда в приоритете. Вся нижестоящая структура добавляется к вам, в ваш канал. Ну, я не в курсе про это. Ну, как это не в курсе? Ну, технически... То есть у нас в приоритете технически, да, у нас в приоритете технически всегда выдаются наставники при наличии у них активного пакета. То есть вся структура, которая под вами до 10 линий... То есть они в первую очередь подписываются к вам, да? Ну, да. Ко мне, там, к тебе. Да. Там, к Тамаре, Кате, к Пете. Ваша Тамара на структура... Я понял, что ты имеешь в виду. Люди, которые регистрируются новые по твоей структуре, проходящие ротации, в приоритете приходят сначала на тебя, а потом уже на других. Ну да, кстати, это тоже причина. То есть... Я это заметила, кстати, когда регистрируется, и тут же я вижу, что он добавляется у меня в 400. Конечно. Это специально сделано для того, чтобы вся команда была на связи. То есть, чтобы они оперативно получали информацию от вышестоящих. Угу. Да, логично и круто.
Да, ну, ребят, вот эти все Ну, моменты... я просто к тому, что про это мало кто рассказывал почему-то. Я поэтому довожу до сведения. Я об Не этом забывали про это. как-то упустил. Но у нас вообще в техническом задании это стояло. Ну, ты понимаешь, сколько информации через меня проходит, и какие-то я вещи поэтому и обновляю. Я просто уже не реагирую на какие-то вещи. Ну да, то есть, да, это тоже, кстати, такая фишка получается, что чем активнее ты строишь команду, условно, тем больше лично у тебя будет новых подписок на твои соцресурсы. И это круто, потому что они будут теперь следить за собой, за тобой, точнее, да, и, соответственно, ты можешь через свои каналы, там, неважно, Инстаграм, ВК, прямые сторисы, и быстренько отрабатывать базу свою, да, структуру. Все, да, вот резюмируем. 4 вещи, как мы можем качать ротации. Ну, понятно, да, строим свою сеть. Это самый первый способ. Второй способ – это продвижение Telegram-бота. Все, кто проходит через Telegram, поднимают ротации. Третий, даже если ты оплачен, ну, не знаю, прими просто гражданскую командную ответственность какую-нибудь, там, придумайте легенду. Ну, не легенду, придумайте причину, почему им надо делать. То есть делать это, в принципе, будет не лишним. Да, многие встанут в позу, я же специально платил, чтобы там ничего не делать. Слушайте, что там, 20 минут в день жалко, там, раз в 3 дня? Ну, о чем мы говорим? Ну, это же такие простые вещи, надо просто это... Опять же, мотивируйте их тем, что, ну, вот смотри, да, ты нашел клиентов, они команду не строят, то есть, соответственно, показатели низкие, они перестанут платить. Правильно? Правильно. Как ты можешь на это повлиять? Край 20 минут там раз в 3 дня. Все, если каждый это будет делать, объем ротации это. Ну и, конечно, мотивация всех бесплатников. Ребята, что сидим? Нет $15, нет еще чего-то. Вперед, шлепаем ротации. Ну, платные ротации, это, конечно, тоже метод, но на это нет денег. Как бы по чуть подкидываем, да, там что есть, но там ресурсов дней на 20, если не прибудут новые. Я отвечу на Наташин вопрос, можно еще на минутку? Она спрашивает вот по поводу токенов по баунти, которые начисляются на SPA 002. Они возможны к продаже, но они перечисляются на счет эфира только в момент покупки. То есть их можно продавать сразу же после покупки любого из пакетов. Угу. Давайте я объясню этот момент более подробно. Это не какая-то замученная схема, это обычная бухгалтерия. Дело в том, что перевести каждый токен надо, ну, условно, там, сколько переводим токен там на $1, да, или там сколько? Ну, там? Допустим, 5 центов. Нужно да, на 5 центов, да, ну, например, да, надо перевести 5 центов, а комиссию, чтобы перевести эти 5 центов, надо заплатить 2,5. Понимаете, да? То есть, если мы суммарно там 1000 абонентов переводим, то мы... с денег на развитие, потому что с других мест мы брать их, ну, неоткуда. Да, одни ушли в партнерку, другие ушли там в премии, третьи ушли в монету, то есть неоткуда брать деньги, да. И получается, что мы на каждую транзакцию там тратим, не знаю, ну, не на каждые сутки в транзакции, каждые сутки на транзакции тратим левые там $300-500. Чтобы не тратить лишними $300-500, токен переводится в момент покупки, ну, за счет клиента. Давайте проще скажу, да? То есть я... Ну, скажем так, в зависимости, он в любом случае покупает, да, эта сумма обязательно переводится. И то, что к ней добавляются бесплатные токены, никак не влияет на сумму перевода. И просто для того, чтобы не выносить их в отдельную транзакцию и дополнительно платить комиссию, они просто объединяются в одну транзакцию. Ну да, то есть получается, если человек, ну вот самый простой пример, да, человек себе нашлепал 50 токенов, это нам надо было бы еще половину этой суммы потратить на то, чтобы просто перевести эти деньги в течение там полгода частями. В условии надо сказать, да, чтобы получить подарочный токен, надо оплатить первый месяц. Нет. Подарочный токен ты получаешь в любом случае физически на адрес кошелька эфира. Они переводятся только после покупки реальных токенов. Не по баунти программе, которые идут в рамках пакета. Можно ли продать подарочные? Вот в чем идея. Их продать можно, но чтобы их продать, надо, чтобы они у тебя оказались в кошельке. А чтобы они оказались в кошельке, должна быть транзакция с адреса на адрес. Мы сиюминутно эти транзакции не делаем, потому что на 100 тысяч человек это $50 тысяч на ветер. Понимаете? Чисто на бухгалтерию.
чисто на транзакцию майнеров мы потратим вот на 100 тысяч человек, чтобы каждому по разу по 0.02 перевести, мы потратим $50 тысяч. Просто скажите по-русски. Чтобы токены эти превратить в деньги, необходимо инвестировать этому человеку, то есть купить токены, и все. Ну, технически оно так и есть, но это не условие. Ну, это не условие, но хочешь получить токены, ну, стань. Нет, Тамар, неправильно так говорить, потому что значит, хочешь получить токен, стань. То есть токен он получает в любом случае. Он 50 токенов наработал себе. Он продать их может только в момент. Он продать может. Он же их получил. Инвесторам. То есть мы же не можем говорить, что если хочешь получить, но да, это если хочешь продать токены, которые ты заработал на реферальной программе, тогда да, тебе надо купить их. Вот, конечно. По-русски просто коротко и ясно. Ну, фактически, давайте вот так, понимает. Покажу пример на больших цифрах. Ты заработал 100 токенов, неважно. Вот я вот сейчас посчитал по поводу 50-ки, да? Вот 50. Вот он на реферальной программе заработал 50 токенов. На текущий момент для того, чтобы я переводил каждую транзакцию, мне надо заплатить $125. При стоимости $350 всех токенов. Ну да, я говорю, грубо... 30% надо заплатить. Сверху. Ну, а суммы, когда большие, это один человек, а сотни, а тысячи людей. Мы просто на ветер будем тратить десятки тысяч долларов инвесторов. Зачем их тратить? Чтобы эти деньги нужны на другие цели. Лучше их, не знаю, в трафик пустить, в инструменты, в развитие, в ротации, то пользы будет больше, чем просто выкинуть нам майнерам, правильно? Вот, чтобы их не выкидывать, все начисленные токены, они приходят пока в кабинет. Он от сегодня, через 15 минут, через час, завтра, вот 300 человек зарегал, они все в кабинете, на них всех идет учет начисления дивидендов, но физически они в кошелек к нему еще не пришли. Если он хочет увидеть их физически в кошельке, или даже не хочет, он просто, например, осознанно идет, инвестирует $50. Так вот, в момент, либо на любую сумму, не принципиально, в момент, когда он инвестирует, автоматика срабатывает следующим образом, что с пула токенов она выпускает нужный объем и отправляет на физический адрес клиенту. Все, происходит обмен денег на токены, как в обычном обменнике, да, и в эту же транзакцию она смотрит, есть ли у него, скажем, лишние токены, которые он заработал, бесплатно. Если в этот момент на балансе есть лишние токены, то она их суммирует в общий пул и одной транзакции транспортирует на его кошелек. То есть фактически я там заработал 50 токенов, пошел купил 3 токена, а мне, 3,5, а мне на кошелек придут 53,5 токена. Вот теперь понятно, как это работает? Все, то есть токен человеку на счет приходит просто в момент любой покупки токена. Вот любую сумму я покупаю, в этот момент система смотрит, есть ли лишние токены, которые ему не доотправили. Почему у некоторых людей возникает, вот у меня на блокчейне одна цифра, а в кабинете другая. Она и будет другая, потому что мы не кидаем каждый раз тебе по копеечке. Они и будут висеть там до следующей покупки. Там реинвест ты сделал, все, вся сумма суммируется и уходит тебе на счет. Вот когда деньги у тебя уже на счету, все, ты их можешь продавать. Когда монеты у тебя на счету, ты их можешь продавать. И неважно, какие они там подарочные, от компании, от тети Кати. Вот сейчас со временем мы допилим этот функционал внутреннего там перевода, обмена токенов, да? Допилим, Олег? Когда займемся? Когда руки дойдут? Он уже наполовину готов, сейчас надо просто безопасность заняться. Вот, то есть, соответственно... Проверкой всех нюансов. То есть, соответственно, это еще один шаг как раз на создание платежной системы, потому что теперь люди могут, минуя компанию, между собой рассчитываться токены. Это очень круто. То есть, условно, технически, если там, не знаю, там как-нибудь там компания пропала, то все равно есть экосистема. Понятно, что компания никуда не пропадет, но людям так будет спокойней, что кроме компании есть уже экосистема, где можно этими монетами там по фиксированной цене, условно, там что-то покупать, обмениваться, менять и так далее. Вот, когда еще появятся обменники внешне, это будет вообще
ну все, это готовая экосистема. Мы уже компания там условно сама по себе, экосистема сама по себе. И вот тогда мы уже можем претендовать на платежное средство, вплоть до того, что там, не знаю, там бензин, еще что-нибудь покупать, продавать за наши монеты. Ну, до этого надо дойти, надо сообщество создать. Потому что когда в сообществе там 3,5 человека пользуются услугами, ну, представьте, да, мы сейчас будем пользоваться китайскими юанями. Это же деньги? Ну, деньги. Сейчас я вам всем раздам, и давайте все, с завтрашнего дня пользуемся только ими. У нас ничего не получится, потому что все вокруг продают за рубли. Да? А если мы с этими юанями поедем в Китай, у нас все получится, потому что все вокруг продают. То есть нужна масса людей, которые пользуются данной монетой. Все очень просто. Ну, данной валютой, неважно, да, монетой, валютой и так далее. Это все, ну, опять же, надо нарабатывать, да, со временем. По чуть-чуть объем пользователей нарастим, а когда у нас будет уже хотя бы там 100 тысяч держателей монет, да, то есть это уже маленькая экосреда. То есть там уже можно, не знаю, какие-то товары запускать, чтобы спровоцировать цепочку вот этих событий, да. Даже свою там контору вот Дмитрий откроет, будет продавать кроссовки через интернет за токены BPC. Ну а что бы нет, да? Либо там барбершоп будет показывать, как бороду классно стричь по фэншую, да. Я шучу, но принцип тот же, да, вы поняли, да, что можно будет создавать какие-то прецеденты на продажу за эту монету, то есть вовлечение аудитории, что вот все, уже вот есть магазины, интернет-магазины, которые уже принимают эти монеты, и это очень классно будет. Ну, к этому надо прийти, для этого еще много этапов предстоит нам преодолеть. Да? Поэтому сейчас вот, да, вот эти важные моменты нам надо все-таки понимать, да, надо мобилизировать, в первую очередь, себя, мобилизовать, да, потому что мы уже, генералы песчаных карьеров, да, которые можем мобилизовать теперь структуры, группы, да. Люди смотрят на нас, куда мы, как говорится, всем косяком поплывем, да, туда пойдет весь хвост, да. Почему вот утки косяками летают? Никто не знает. Рыбы косяками плавают. Кто знает? Никто? Один показывает направление. Да нет, дело не в направлении на самом деле. Это вопрос физики. Просто первые сильные, впереди идут летят всегда сильные утки или лебеди, или гуси, неважно, вот кто косяком летит. Для чего? Они рассекают воздух и создают разреженную зону сзади себя. Это как первый идет по сугробу, пробивает самый твердый лед. Задним идти легче. Понимаешь? Когда первый устает, знаешь, что косяк делает? Они, ротацию проходят. Отдохнувшие утки становятся меняются местами. Да, они становятся в основании, теперь вместо лидера, там, ну, вместо Михаила теперь, там, не знаю, там, Дмитрий Бурцев качает, да, Дмитрий устал, вместо Дмитрия там Тамара подхватил. Но в косяке всегда есть вот этот первый сильный, который прорубает, да, прорубает лед. Поэтому вот Ирину Деменкову я вообще прямо настоятельно мотивирую, требую, провоцирую на то, чтобы она начала спикерить. Очень классные ролики, кстати, Ира, очень, очень понравились, не только мне, вот кому показывал, вообще, то есть зажигалочка есть, тебе надо это дело на поток и начинать работать со своей аудиторией, своей командой, со своими подписчиками на своих страницах прямо на регулярной основе. Даю лайфхак. Больше создавай вовлекающего контента. Детки есть, порисуйте. Дома сидим, там, не знаю, полепите из, там, не знаю, ну, придумайте, да, что-нибудь там, из муки всякие там штучки, там, печеньки разные, да. Тем более с нынешним тегом «Сидим дома». Да, с тегом «Сидеть дома», да, это плюс, это дополнительный источник продвижения. Это дополнительный трафик, потому что действительно используйте вот эти теги, они, это инструмент, который вас поднимает в рейтингах по данной тематике. Это очень классно. Почему говорю про вовлекающий контент? Вот я тоже сейчас готовлю серию вовлекающего. Вот у меня там установка стоит. Скоро я на барабанах начну играть. Уже на гитаре играл. Вот. Тоже буду двигаться под хэштегом. Для чего? Это первое касание.
людям интересно, люди пришли на наши ресурсы, посмотрел, неважно, что он там, печеньки, барабаны, гитары, идет, ищет, что еще есть. А там еще есть и бизнес, а там вообще все круто, и все. Вот так вовлекающий контент работает. Кто идею понял? Ирина, начинай бомбить вовлекающий контент. Пряники пеките, там, не знаю, стишки рассказывайте, рисунки рисуйте. Вот я сейчас с малыми буду этими руками, я не знаю, как это называется, стиль этот рисования, короче, вот руками там уже как есть контуры, надо пальцами, там, ладошками, короче, вот так рисовать. Сейчас тоже буду снимать, потому что тоже готовлюсь к развлекательному контенту. Люди сидят дома, вот эти новости, вот этот негатив, ну, от него очень быстро устаешь. Поэтому вы не думайте, что все, даже кто там сидят бездельники, они долго хватит их на эти новости. Они начинают искать прям вот все, что-нибудь другое, но, ну, чтобы себя развлечь. Потому что дома, потому что скучно. И, соответственно, по хэштегу, по аудитории, по подписке, чем больше мы в эфире, чем больше натыкаются на нас, тем больше начинают переходить на нашу коммерческую деятельность, ну и тем больше начинают интересоваться. Поэтому вовлекающий контент – это очень крутая штука. Вот. Ну, вроде. Так, давайте теперь вопросы. Какие вопросы есть в работе? Какие вопросы есть в организации там чего-нибудь, да? Какие есть трудности, жалобы, предложения? Да. То есть, как бы основные векторы я вроде как осветил, да, куда нам надо двигаться, почему надо двигаться однозначно, почему надо качать крипту, потому что есть очень большие перспективы, что она прям очень резко и очень быстро поднимется в цене, учитывая все скрытые процессы, прикрытые коронавирусом, да, и прочими моментами. Я скажу так немножко по крипте. Сейчас идет набор очень большой позиции. Да. То есть сейчас она флетится, дает хороший боковик, то есть ей не дают падать, но и не дают расти. Набирает она силы, ну, а всегда, когда она набирает, мы всегда видим рост. И, как показывает практика, чем больше это длиннее там, по графику этот боковик, тем стремительнее рост. Возьмите лето 14 тысяч, да, потом, когда был боковик до десятки, сколько мы флетились в семерке, да, потом подняли. Поэтому, вот, как раз, кстати, мы флетились мало в семерке. Мы флетились всего пару месяцев, да, потому что он с 14 начал падать. Это когда был июль, по-моему, да, когда он был 14, до осени он там падал, потом ушел во флет, потом начался набор позиций, вот прошел буквально 2-3 месяца, и он в десятку стрельнул, да. То есть сейчас уже, когда он упал, месяц прошел уже, когда падал? Нет, не прошел еще месяц. Вот этот резкий обвал. Надо глянуть на график. Ну, в любом случае, идея в том, что чем длиннее будет сейчас этот флет, тем более крутой будет отскок наверх. За счет чего происходит флет, чтобы вы понимали, торги и продажи, они в любом случае идут. В любом случае, да? В любом случае есть люди, которые продают сегодня монету. То есть они на этом зарабатывают. В любом случае есть люди, которые покупают. Да? За счет чего флет? Количество, объемы покупателей и объемы продавцов примерно равны. То есть те, кто влетал в монету, там, не знаю, вот до скольки она падала сейчас вот недавно? 3800. 3800, да? Вот кто влетел. Ну, это был очень резкий, там все равно влетела какая-то группа, да, какой-то капитал туда влетел, потому что после 3800 мы увидели резкую свечу наверх. Резкую, значит, влетел большой капитал. Ну, может, это не один человек, там, не знаю, группа людей или там толпа просто вовремя среагировала, но факт остается фактом, да, что мы потом увидели резкий скачок. Соответственно, сейчас он дошел, там, сколько там, 6, да, с копейками. Те, кто заходил на трешки, они уже удвоились. Удвоили. И если капитал заходил большой, потому что он потянул цену наверх, то, ну, условно, человек зашли, там, не знаю, 10 миллионов долларов, то они сейчас удвоились. 20 миллионов долларов. Значит, они не будут ждать, 10 сверху, это за сколько? За месяц? Меньше, чем за месяц. Да? 10 миллионов долларов сверху меньше, чем за месяц. Этого хватает, чтобы выходить с этого рынка. И они продают. Они однозначно продают. Но если бы не было новых участников, то цена бы продолжала бы лететь вниз, в неизвестность. А участники постоянно новые есть, и поэтому цена сейчас флетится.
Значит, что произойдет? Те, кто уже спекулировал и зафиксировал прибыль, они сейчас все выйдут, да? Новые участники на этот рынок заходят, удерживают цену, ну, примерно на одной позиции, понятно, что ее всегда вот так колбасят, да? И происходит вот такая консолидация, потому что те, кто заработал, они хотят заработать еще раз. Ну, все, я уже заработал, цена там пофлетилась, я ищу для себя точку входа, естественно, захожу опять на этот рынок с капиталом. Новые игроки, спекулянты вышли, цена удержалась. Новые игроки продолжают приходить, цена растет, и возвращаются спекулянты. Все, цена улетает в космос сразу, да, вот этот. Видим to the moon. И есть, говорю, закономерность, чем дольше по времени, там, неделя, месяц, 2, 3, полгода, возьмите на трешке, сколько мы висели, месяца 4, когда после 20 тысяч биткоин до 3 тысяч упал. 4 месяца висели. Потом он дал 14. Вот вам самый пример. Отскок. Длинный флэт, резкий подъем, резкий хайп. Да? Понятно, что кто заработал с рынка, повыходили, цена упала. Опять спрос формируется уже естественным путем. Вот. Цена начинает потихоньку сползать. Да? Спекулянты выходят, цена сползает. Опять дошли до уровня, ну, в кавычках, дна, да? Когда уже спекулянты вроде вышли, а спрос продолжает формироваться, да? И цена опять начинает флетиться. Все, опять, чем дольше вот это накопление, консолидация этих средств, тем резче будет подъем. Поэтому я рекомендую все-таки этот момент, ну, поздно заходить на этот рынок, поздно зарабатывать биткоин, когда он уже 100 тысяч. Биткоин надо зарабатывать сейчас, пока он, не знаю, не важно сколько, да, 5, 10 тысяч, 15 тысяч долларов, да, вот его сейчас надо зарабатывать. Потому что когда он уже будет стоить там те же 100 или те же 15 или 20, его надо будет продавать. Да, вот лично я буду продавать все активы где-то на 20-ке. Это моя уже точка выхода, я ее уже жду больше года. Вот, то есть понятно, что я все это время зарабатываю биткоин, не трачу, но вот на 20-ке я просто вылетаю пулей с этого рынка и дальше жду опять интересного, удобного случая зайти на этот рынок, ну, скажем, там, по 8. Вот, а разница останется в виде зафиксированной прибыли. Все, и на этом можно будет очень неплохо потом двигаться, просто качаясь на волнах, создавать все время новые и новые деньги. Поэтому биткоин — это все-таки инструмент. Это инструмент с большим потенциалом. И, опять же, не стоит этот потенциал упускать. Потому что когда все-таки действительно... То же самое с нашей монетой. Объясняйте это инвесторам. Когда монета уже принесет, ну, не знаю, там, 300% годовых, да, или там 300% за 3 месяца, ну все, это уже свершилось. Ну, как бы без тебя. Ты уже прибыль не получил. Да? Надо заходить, инвестировать до того, как это случилось. Да, возьмите компанию, там, да любую, Apple возьмите, да, Microsoft возьмите. Все побежали когда покупать? Когда она выстрелила там уже в 10-5 раз. А кто заработал? Те, кто покупали, когда она стоила центы. Центы. Вот кто миллионерами, естественно, натуральными стал? Те, кто покупали акции за копейки. Не когда они уже были там $100 за акцию, да, когда они были там 15 центов за акцию. Не когда токен начнет приносить, не знаю, там 30% в месяц, а когда токен еще там, ну, условно, 2% в месяц приносит, да. То есть нужно быть до события, до рывка, до скачка, чтобы на этом рывке сделать хорошую прибыль. По-другому инвестиции не работают. Михаил, нам надо, наверное, опуститься на землю. Сейчас надо вот именно поговорить, и уже вы многое сказали, как нам выйти из ситуации, чтобы по ротации, когда люди заходят за $15, чтобы друзей добавлялось как можно хотя бы 10-15 человек. Вот это Я самое уже сказал главное. про это. Уже обсудили.
вы говорили, но вот на это надо очень сильно обратить внимание. Мы сейчас, вот лично наша структура, сейчас работает в этом направлении, привлекаем людей, начиная с $15. Вот это вот самая главная сейчас позиция, мне кажется, не только для нашей структуры, а вот именно всем лидерам, которые здесь находятся. Мне хотелось бы задать такой вопрос. Работают ли они в этом направлении? Много ли людей у них заходит за $15? Я смотрю, просто это беда. Мы все любим компанию Blockchain Partners Pro. Мы все уважаем Михаила. Мы каждый раз его слушаем. Каждый раз с таким восхищением хлопаем в ладоши. Давайте прекратим хлопать в ладоши, а будем действовать. Давайте, друзья мои дорогие, все-таки по $15 каждый человек может по 5 человек, наверное, пригласить. Покажите, что он будет сейчас вот именно в нелегкую, трудную минуту, вот в настоящее время, будет иметь хотя бы 100, 200, 300, 400, $500. Вот это, мне кажется, самое главное сейчас. Вот это самое главное. И давайте, пожалуйста, обратим на это внимание. Вот мне хотелось бы, чтобы не только наша структура сейчас вот билась бы в этом направлении, а хотелось бы, чтобы все мы командой навалились с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, приглашаем, делаем сами, лично делаем ротации, беседуем с людьми, этих людей приглашаем на встречи, на фокус-группы и рассказываем, как им выгодно сейчас рекламировать свои компании у нас на площадке именно на блокчейне. Вот чем надо сейчас заниматься. То, что сейчас будет там, то, что будет с биткоином, то, что будет с эфирами. В настоящий момент, конечно, это важно, об этом надо знать. Но сейчас, мне кажется, всем нам надо мобилизоваться и приглашать людей хотя бы на 15, на $30, заполнять пул, чтобы люди увидели, что у нас есть прибыль. И инвесторы получают эту прибыль. И почему бы нам сейчас этих инвесторов, которые пришли, это наши люди, они пришли и ждут, когда же с неба что-то упадет. Поднимайте этих инвесторов, поднимайте, пожалуйста, этих инвесторов и тоже объясняйте, что, ребята, вы являетесь нашими инвесторами. Мы хотели с вами получать от 1 до 5% прибыли. Откуда складывается прибыль? Складывается именно от того, что как заполняется наш пул. Покажите им эти действия. Объясните, пожалуйста. Хватит хлопать в ладоши. Хватит. Давайте действовать. Если мы хотим, чтобы наша компания жила, если мы хотим, чтобы у нас какие-то телодвижения были, мне кажется, надо сейчас обратить вот на это внимание. Я просто призываю вас всех сейчас, делайте трешки, делайте фокус-группы, делайте касания. Хотя бы 25 человек отправьте им, что есть у нас такие-то, такие-то инструменты. Да, пусть люди говорят, да, мне это интересно. А сколько стоит? Как это получить? Масса людей сейчас вот обращаются. Действительно, ко мне тоже выходит масса людей. Давайте мы этих людей все-таки будем проводить, эти фокус-группы, и приглашать, и чтобы они приходили к нам. Но нельзя так сидеть, сложа руки и говорить, да, это хорошо, да, это прекрасно, а пул-то не заполняется, прибыли-то нет. Тамара, тут же вопрос в другом. Вопрос в том, вы правильно сказали, что все сидят и ждут. А что ждать-то? Маны небесной сверху. Да. Когда вместо них поработают. Ну, да. Так это же мотивация у наставника должна быть. Объяснить им, почему они сидят и ждут. Это значит, неверно их пригласили. Вот и все. Но столько лидеров. Посидеть. Да, Олег, столько лидеров, столько интересных людей. Сколько мы уже говорим про это? О том, что неверно приглашают на посидеть, на дивиденды. Не на поработать, построить команду. Вы все-таки все пришли сюда с пониманием того, что, вступая в наш клуб, по сути, да, покупая токены или что, ты становишься участником развития этой структуры. То есть надо что-то делать для того, чтобы что-то получать. Но пора уже менять мышление свое. Вы видите, что в пуле у нас 0, $8, $10, $50. Значит, это что-то мы делаем не так, что-то делаем не так. А что делаем?
Да. Тамара, вот вы Да мне не скажите, вы, что делать? не вы делаете, не вы это делаете, значит, мы это делаем не так. Это мы делаем не так. Неправильно преподносим эту информацию. Неправильно говорим людям, и людям плевать. Они даже $15 не хотят вложить. $15 не хотят вложить. А потому что многие сами не вложили. Они обрадовались, что Михаил положил Мы, туда деньги. Тамара, изначально говорили про что? Про то, что в полном объеме сервис Blockchain Partners Pro работает на $50. Не на 15. 15 это всегда был тестовым пакетом. Прийти, посмотреть, что такое сервис. Да. А сервис в полном объеме работает всегда на 50. Хорошо, если бы на 50 приходили. Сейчас ко мне люди выходят, да, я в блокчейне, я в блокчейне, я в блокчейне. Я говорю, у кого вы? Они даже не знают, у кого они в команде. Я говорю, какие вы действия сейчас делаете? Да никакие. Мы вот пришли, нам обещали, и вот мы стоим. Я говорю, а что вы ждете? Я Почему всегда в таком вы случае ждете? спрашиваю, а кто вам обещал? Кто они говорят, кто обещал. Если вот сейчас открыть ВКонтакте у меня, я вам прям покажу этих людей. Их масса людей, которые в блокчейне, якобы в блокчейне, но на самом деле никаких телодвижений с ними вышестоящие наставники ничего не делают. Вот Очень многие изобретают велосипед. Я знаю целые структуры, которые до сих пор ждут биржу заданий как инструмент, как команду для старта действия. Я говорю, а чего ждете? У вас целая банда. Встали все друг под друга, по пятнашке закинули, все заработали. Да. Надо понимание в том, что один черт, биржа заданий, она сейчас в работе, ее делаем, но она все равно не даст ничего. Она даст какой-то прирост, да, но это же все равно, это ж, ну, хорошо, заработает он там $3 на той бирже заданий. Но а толку от этого? Да забыли мы сейчас уже о бирже заданий. Сейчас надо просто на партнерку людей приглашать и говорить, рекламируй, пожалуйста, свою компанию у нас на площадке. О чем сразу и говорилось. Упор. Так вот на это пусть делают упор. Почему сидят-то все? Где люди? Да, пятнашки запустят все на самом деле. Да. Пятнашки, они все запустят. Так при старте про это говорилось, что всегда, то есть основной набор пула всегда осуществляется за счет рекламных пакетов. Туда больше всего идет денег с рекламных пакетов. Либо с рекламой. И все сидим, ждем, когда же когда-то Михаил запустит биржу заданий, когда-то он рекламодателей сюда пригласит. А мы-то что сидим? Я молчала, я смотрела, все время наблюдала, думаю, что же произойдет в нашей компании? Вот я сейчас опустила руки, думаю, дай посмотрю, что же будет. И, конечно, я в шоке. Я провожу встречи, я собираю своих людей. Буквально 26 числа объявила старт. Мы зашли туда командой целой. Сейчас будем дальше продвигать. Опять-таки, пусть $15, но для этого надо, чтобы, если мы говорим ротации здесь бесплатные, на автомате, хотя бы вы нас поддержите, чтобы хотя бы 5-10 человек в день приходило к этим людям. Только вот это мне сейчас нужно. Если этого не будет, мы можем опять-таки краснеть, чтобы мы не краснели перед людьми. Ну, сейчас надо смотреть 1-2 дня, да, вроде как поправил Олег перераспределение. Дай Бог. И я сейчас призываю всех, давайте делать упор на $15. Давайте заполним пул. Давайте, чтобы наши инвесторы увидели какие-то там более-менее проценты. Как только они увидят эти проценты, они тут же начнут действовать. В чем остановка? Остановка именно в этом. Вот это самая главная задача. Ну, задача сейчас просто активироваться, начать работать. Конечно. Вот и все. Начать просто работать. Повлекать людей в работу. Судя по общей динамике всех структур, вообще и Дрима, и блокчейна, большинство просто сидит ровно. Смотрит планерки и все. Никаких действий. Два поста в соцсетях. А вы знаете, я сейчас что еще определила? Вот я вам честно хочу сказать. Презентации. Мы делаем презентации. На презентациях 5-6 человек. Люди отвлекаются, эту презентацию делают. Да, кто-то послушал и ушел. Нельзя, надо делать фокус-группы и проводить трешки.
Ни одного человека мы не должны упускать, если он действительно заинтересован, чтобы стать нашим партнером. Вот это сейчас, в настоящий момент, надо переключиться на фокус-группы и на трешки, ребята. Только так мы можем сдвинуть это с места. А то, это просто самый эффективный инструмент. Да, самый эффективный. Вы вспомните... Об этом сразу говорилось. Как мы начинали, когда мы начинали. Я помню, когда я только пришла, презентаций даже не было. Только были фокус-группы. На эти фокус-группы мы приводили по 5-6 человек. Да, там Федор вел, еще там вели ребята. Да. И почти выход был, 80% выхода было. 80%. То есть ни одного человека мы не теряли. Наша задача сейчас заинтересовать человека, чтобы он обязательно к нам пришел. Каким образом? Ты хотел бы, чтобы развивалась твоя компания, структура, ты хотел бы рекламировать свою продукцию? Да, хотел бы. Пойдем со мной вместе, послушаем вот то-то, то-то, то-то. Приведите его к наставнику, чтобы наставник его не отпускал до тех пор, пока он не скажет: да, это интересно, да, это хорошо. Не теряйте ни одного человека. Если вы в день хотя бы 2-3 будете подписывать, даже вот это посчитайте, что получится. У нас в пуле появятся деньги. Вопрос масштабирования. Вопрос в том, чтобы новички это делали, не 5 лидеров. Конечно же, конечно. Но если бы у нас на презентации приходило 100, 200, 300 человек, их нету. Я специально... Потому что никто не зовет туда. Вот мы уже сколько? 2 недели про это говорим. Какой не зовет? Зовут. Зовут. Я, как только реклама появилась, я тут же кидаю к себе везде. И туда кидаю, и сюда кидаю. Вот, а должны все кидать. Все должны. Нет масштабирования. Тамар, проблема в том, что 3 человека это кидают. 5 человек это кидают. 10 максимум. 10, да, ладно. Тогда зачем нам в этих спикеров, пусть эти спикеры лучше фокус-группу проведут, пусть туда придет 5 человек, и эти 5 человек подпишутся. Чем сидеть, проводить по часу, иногда слушаю я презентацию, а в презентации говорят столько лишнего. 1000 раз Михаил говорит: заинтересуйте только человека, не высказывайте все, не выкладывайте все. Человек уже все то ли понял, то ли не понял, 20% информации он к себе в ухо заложил, а 80% пролетело мимо. И что дальше? Ушел этот человек, его нету, и он второй раз уже к вам никогда не придет. А если бы вы на фокус-группу их приглашали, если бы именно не отпускали бы этого человека до последнего, показали бы, как работает у нас Blockchain Partners Pro, каким образом, взяли бы его за руку, все ему показали. Ведь этого же никто не делает. Да, регистрируют. А что вы регистрируете? Что вы время свое тратите? Я никак понять не могу. Пусть к вам придет 10 человек, но более-менее активных. Не занимайтесь... Ладно, это все понятно. Это мы уже не первый раз про это говорим. Вопрос не первый год. Не первый год. Да, проблема в том, что это делали в вашей структуре также. Не только вы, но и ваши лидеры. Проблема в том, что лидеры не берут на себя эту ответственность. Да берут. У меня вон девчонки бедные из кожи лезут. Берут, приходит человек: а я уже в блокчейне. Ой, да я не хочу, да я этому не верю. Почему? Почему ты не веришь? Тебе руку кто-нибудь подал? Вот я сейчас вот специально открою информацию. Сейчас я вам покажу. Кто тут? Женщина одна благодарит меня. Я ее сегодня добавила в этот. Спасибо, Ольга Лебедева. Чья она? Чья? Вот смотрите. Я пишу ей: добрый день, супер, я ей кидаю, значит, давно ли вы в бизнесе? 2 года. Я говорю: супер. А дело в том, что на рынок вышел современный новый инструмент. Она пишет: это Blockchain Partners Pro? Я говорю: да. Многие там зарегистрировались и что-то ждут. Как у вас там дела? Там появился бот. Это я пишу ей. Она пишет: я там пару месяцев, разбираюсь пока. Кто ваш наставник? Марковский Олег. Ага. Они вам помогают? Здесь много интересного. Держитесь, это я пишу, держитесь друг за друга и поддерживайте. Очень хорошая рефералка.
начинайте зарабатывать. Нет, конечно, это редко кто помогает. Кручусь сама. Это плохо. А выше кто наставник, самый опытный, надо обратиться к нему. Кто выше, я не знаю. Надо узнать. А так будете стоять на месте. Может, вы в моей команде? Надо выяснить. Может быть. Давайте я вас добавлю в чат по блокчейну. Напишите свой скайп и будете знать все новости в компании. Мой скайп такой-то. Я вас добавила. Там можете написать и спросить, кто ваш вышестоящий наставник. Напишите, что тот, кто пригласил, не выходит на связь. Спасибо, Тамара. Вот так вот. Видите, сколько? Это я минут, наверное, 10 потратил на этого человека. А если бы я этого не сделала, человек так бы до сих пор в чате не был. Вот как мы работаем, называется. Ну так все должны так работать. Мы же поэтому показываем, что уделяйте внимание, общайтесь, прорабатывайте первые линии. Это же вопрос к выполнению каждого партнера, у кого такая ситуация. Вот вопрос к его спонсору, почему он нет. Тамара, вы сейчас подняли проблему, которая всегда была, есть и будет. Да. Она, в принципе, нерешаемая. Не выполняет своих должностных обязанностей. Она нерешаемая, потому что, человек пришел посидеть, кого-то... Олег, вы сейчас не перебивайте меня. Сейчас здесь находятся наставники. Наставники пусть проанализируют свои структуры. Вот теперь Анна Гвоздакова. То же самое, та же картина. Blockchain Partners Pro. Да, как идут у вас там дела? Никак. Начисления идут и все. Ей идут начисления и все. Вот сейчас буду с ней дальше работать. Вот таких вот 1 миллион человек. Я делаю касание. Проблема почему? Проблема почему? Проблема-то простая, потому что нет контроля за первой линией. Вот и все. Мы уже про это уже сколько говорим. Ой. Проблема в отсутствии контроля за первой линией, потому что им не дается задание, они ничего не делают. Мы всем выдаем задание, только толку мало. Никто ничего не делает. Ну что, дали задание, окей, хорошо. Кто это задание выполнил? Вот сколько людей выполнило ваше задание? Как оно было проконтролировано, выполнение? Кто дал отчет об этом? В каком виде? У меня каждый день мои лидеры отчитываются мне. Я сделал у ваших лидеров? И у них их лидеры начинают отчитываться, тоже отчитываются. Вот и все. Это надо спускать вниз до самой последней линии. Вот этот процесс контроля. И это должны делать все. Да, до последней линии это невозможно провести. Вот так вот я и говорю. Ты, дорогая моя первая линия, проконтролируй свою первую линию. Да, Оля собирает структуру. 25 человек. Меня приглашает. Алена собирает структуру, меня приглашает. Я с ними работаю. 4 дня я сейчас работала с Якутском. Объясняла им, что необходимо сейчас Partners Pro заходить по $15. Вы знаете, что они мне сказали? Что ты нас туда агитируешь? У нас и так там по $15 Михаил нам оплатил. Я говорю, а вы оплатили? Вы сейчас об этом думаете, вы людям помогаете? Я целые 4, у меня голос уже сел. Вот потому что... Я жалею о том, что мы дали на год $15. Вот именно. Мне кажется, надо это прекращать. Расслабило всех. Ну, прекратить мы это не можем. Ну, потому что это заявленные продукты, да, и оно уже дано. А что, говорит, нам? Михаил, говорит, все оплатил. Всей структуре, потому что они действительно были все на ВИПе, на соцпрограммах. А у нас у всех, говорит, есть по $15. Я говорю, ну вы же ничего не имеете. Так вы что, не можете $15 найти, оплатить, доплатить до $30? Вы посмотрите, у вас все будет реклама идти на автомате. БАДы, инкрузисы ваши, все вы можете рекламировать здесь. Вы что делаете, говорю? Очнитесь. 4 дня, я уже голос свой потеряла. Воюю с ними. Ну да, вопрос повышения апгрейдов. Такая наша работа. Воевать. Да. Вопрос апгрейдов тоже, кстати, очень интересный. Особенно если структура есть.
Действительно не понимаю, о чем многие тормозят. Они просто на апгрейдах могут деньги делать от готовой структуры. Да это безобразие самое настоящее. Приглашать-то уже никого не надо, уже структура выстроена. Да, вот так. Причем, учитывая то, что 15-ки работают очень хорошо, 30-ки работают гораздо лучше, чем 15-ки. Ну, конечно же, В разы. если $15 Михаил оплатил, то 15 добавь. Вот у тебя $30, структура у тебя есть. Если все сейчас доплатят по $15, в твоем кошельке уже $500 тысяч уже будет лежать. И не могут понять. Не могут понять. Вообще не могу. Не знаю, почему так. Не могут понять, зачем им лишнее $1000. $1000 похоже. Видимо, да. Видимо, так. В общем, вот такие дела. Поэтому, ребята, давайте. Здесь есть наставники, есть спонсоры. Активизируемся и будем людей хотя бы вот на эти $15 пул хотя бы заполнять. Ну так, Тамара, давайте так. Практически все наставники это делают. Вот я могу так сказать. Да? Все мотивируют, все работают со своей первой линией и так далее. Проблема в том, что большинство наставников не работает по системе. То есть нет контроля за выполнением заданий у первой линии. Они сами работают, они сами тянут этот вот состав за собой, ну и состав двигается только за счет них. Столько сил ими тянуть. Ну, я не знаю, Михаил столько сил тратит, столько энергии тратит. Мне кажется... А кто вместе с Михаилом это делает? Вот скажите. Ну, как это? Я тоже... Вот у нас есть, из видных, понимаете, Тамара, проблема в том, не в выполнении работы втихаря, а проблема в том, чтобы эта работа была освещена, вот если брать именно MLM-бизнес. Втихаря здесь ничего не делается. Ну, точнее, делается, но это разовые результаты. Вот я вот как лидер, да, и мониторя все социальные сети, все остальное, я не вижу этой работы. Где освещение тех же трешек? Вообще, трешки это партизанский состав. Это не партизанский. Работает на трешках. У меня достаточно людей приходят ко мне. Если я могу от 5 до 8 человек, у меня всегда полные фокус-группы, я провожу с полным количеством людей. Тут вопрос рекламы этих событий. Чтобы аудитория узнала, что вот вы сегодня провели встречу, что вот у вас новые люди, что вот на завтра еще 500 человек пришло. Ну, каждый может в своей структуре это делать. Информационной поддержки нет. Вопрос это делать можно. Проблема в том, что да, и делается. Проблема в том, что это не освещается. Вот в чем проблема. Пресс-службу заводите, садите человека на статьи, пусть статьи шлепает. Ну, просто я не вижу нигде этой информации. Даже вот пускай в группе у нас Женя отправляет, пускай он вешает хоть что-то по этим темам. Ему скидывайте, что там прошло событие. Что вы проводите эти события. Трое зашли, все. Мы сейчас объединились с Эдуардом, очень хорошо. С Эдуардом проводим сейчас мы фокус-группы. Постоянно у нас полное количество... Новостной фонд создавайте. Тамара, проблема не в том, что вы проводите. Ну, я поняла, что вы хотите, чтобы... Новости. Мы не хотим. Мы не хотим. Это должно освещаться. Да? То есть для того, что это и вам в плюс. Хорошо, том, что у кого освещается? Видеть. Хорошо, у кого освещается? У кого? Так я и говорю, что не у кого партизанский состав. Что в интернете забей, там, не знаю, условно, блокчейн и Dream, там видно 2-3 персоны. Из многотысячной структуры. Ну, условно, вы поняли, да. И периодически мелькают какие-то непонятные личности. Вот о чем речь. Что правильно. Пишут ролики, пишут ролики. 3-4 человека только ставят лайки. Остальным даже некогда поставить. Вот мы до чего мы скатились уже. Ну, мы это не для остальных делаем. Мы это делаем для остальных, чтобы остальные смотрели и брали пример. Да если брали. Ну, начинаешь к кому-нибудь обратиться, да, вот мне, например, да, мне сложно, я
времени у меня не хватает для того, чтобы ролики делать, для того, чтобы это делать. Но меня масса людей знают. Вот вчера опять-таки одна мадам пришла из другой структуры, говорит: Тамара, я за вами слежу, я знаю, как вы работаете, я хотела бы быть в вашей команде. Я говорю: а вы с чьей команды? Кто вы такая? Вот оттуда. Я говорю: я никого к себе не беру. Идите к своим наставникам. Я не рекламирую себя, но меня уже рекламируют люди. И не нужно мне ролики писать, мне не нужно этого делать, у меня времени нету. Агитируйте людей в структуре, пусть они это делают. Они делают. Пусть они делают, пусть снимет ролик, вот, не знаю, привел человека к Тамаре на фокус-группу, неважно, даже не к Тамаре, привел человека на фокус-группу, получил результат. Хочешь получать результаты, приходи, расскажу, что такое фокус-группа. Самое элементарное. Здравствуйте, можно я выскажусь? Да, пожалуйста. Меня зовут Дарья. Я спонсор Автовлины высокостоящий, и по совместительству я ее мама. Я почти бываю во всех ваших лидерских встречах. И в этой компании я работаю с октября 2017 года. Но 2,5 года у меня ушло, знаете, на что? Когда меня пригласили в эту компанию, я пришла на халявные деньги. Пришла за деньгами, но за халявными. Я не понимала, что такое вот это понятие, потому что я 35 лет работала медсестрой, и у меня предпринимательского мышления вообще не было. И у меня вот эти 2,5 года ушло на то, чтобы менять свое мышление. И в 1 июня я людей сильно не набирала, так как я в этом сама еще не разбиралась. А сейчас я уже готова грамотно и как требует система работать. В 1 июня набирать людей и правильно их запускать, подключать по системе, запускать дубликации, чтобы они делали то же самое, что я. И вот я 2,5 года работаю, и у нас в команде есть те люди. Михаил же все время говорит, люди делают то, что делает спонсор. Правильно, Михаил? Вы же всегда так говорите. Не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем. И в этом я точно убедилась. Если спонсор занимается только обучением, учится, то же самое делает в ее команде, что и делают наши люди. Потому что практическим действием, как бы таковым, я еще сама не приступила. Вот собираюсь в эти дни, в этот карантин используя, начать практические действия, практику делать. Чтобы практически все это шло и постепенно подключать людей в эти социальные сети, зарабатывать. А по блокчейну вообще, оказывается, просто надо работать. Вы же в пятницу провели вот этот урок, планерку, я ее прослушала, проконспектировала, и сегодня я проработала со своим. И она у меня в глубине находится, лично в команде одна женщина. И мы с ней отработали этот урок, я все ей сказала, и она сказала: это совсем легко, я могу это сделать. Все могут. Да. Вот эти важно, чтобы они это делали. Используя только те вопросы, которые вы задавали нам, которые мы записали себе в тетрадь, и задавая только эти вопросы и подключая их к телеграм-боту, каждый человек может очень легко в 1 июня набрать 5 человек. Это возможно. И еще я поняла, что используя эти вопросы можно подстроить под любой продукт в любой компании. Вот именно. В этом и уникальность системы. Я же это не даю просто... В любой компании можно его использовать. Конечно. Я же это не даю просто так для красного словца. Мой интерес, чтобы люди это применяли и получали результат. Я теперь созрела грамотно строить структуру. Я думаю, со временем буду в лидерской команде. Я готова проводить вебинары, школы для партнеров. Меня очень хорошо люди слушают. Молодец, Дарья. Вот начните с фокус-групп. Это самый быстрый способ. Потому что есть возможность получения обратной связи и закрытия сделок. После вебинара спикеру сложно пообщаться там, когда тебя посмотрело 50 человек. А когда у тебя есть прямой контакт сразу там с 2, с 3, с 5, намного эффективней. Поэтому я стартовал, лично я, кто со мной начинал, помнит. Олег помнит, но он убежал. Я стартовал только на фокус-группу. Да, даже Тамара, когда приходила, я также, да, я тоже. Вебинаров не было вообще.
То есть мы качали чисто фокус-группы. Почему? Я не хотел тратить время на то, что приносит меньший результат. Давайте вот так скажу. Поэтому самая быстрая скорость – это система 2/72 и фокус-группы. Это просто гремучая смесь на все случаи жизни под любой бизнес. За 4 месяца, это Михаил, за 4 месяца у меня команда была более 5000 человек благодаря фокус-группы. Вот Да, Проблема масштабирования фокус-группы. нам надо сейчас на это нажимать. надо спикеров готовить, потому что помним, чем заканчивается растущая волна, когда много кандидатов приходит, а спикеров мало. Спикеры просто не выгребали. То есть, когда мало спикеров, я по себе помню, я проводил по 5-8 встреч в день. Я утром вставал, брал кофе, садился за компьютер, и в лучшем случае в 9 вечера из-за него вылазил. Это очень сложный ритм, не все смогут так работать. То есть, соответственно, по мере роста команды надо максимально быстро обучать спикеров. Может быть, нам сделать таким образом. Вот эти люди, которые сейчас проводят презентации туда-сюда, давайте мы сейчас настроим на фокус-группы. Презентации в любом случае нужны. Ну, Очень много людей обращает внимание уже такого состоявшихся в бизнесе. Обращают внимание на как продукт и на как инструмент. Нам нельзя терять вот эту жилку, потому что через них заинтересуются действительно хорошие массы именно сетевиков. Не людей, которые по партнеркам бегают, там за 500 рублей играются, а именно сетевиков. Я немножко другое скажу. Почему важно проводить вот эти именно презентации? Потому что это брендовый продукт. да. Он не служит цели привлечь именно оплаченного партнера. Это репутационный продукт просто компании в большинстве случаев. Олег, если бы сейчас у нас на инвестициях появилась бы вот эта прибыль, да, сюда люди несли бы деньги мешками, понимаете? А сейчас получается, что мы говорили, у нас будет прибыль вот такая-то, такая-то, такая-то. Пул $8, $10, $20. Ну это же смешно. Это же смешно. На такую команду, где 40 тысяч нас человек, 40 тысяч, пусть даже не 40, пусть нас будет 10 тысяч человек, 10 тысяч человек. Но пункта не может быть, чтобы $8, $10 был. Понимаете? Так правильно, никто не работает. Никто не подписывает новых людей. Просто все пришли, пришли сидят Большинство нас, ровненько. новичков, которых нас подключали 2,5 года назад, большинство мы пришли за халявными деньгами. Нет, давайте халявные деньги Нам говорили, забыли. что вам ничего делать не надо, будете сидеть, и деньги к вам будут идти. Вот сейчас давайте И мы вот к этому все уже не сидим и будем. не работаем. Мы сейчас давайте не об этом уже думать. Тамар, вопрос-то в том, что какая-то часть людей, которые пришли в блокчейн сразу, да, это те же партнеры, которые пришли на халяву. Конечно, но они пришли, понимаете? Так они не работают. Вопрос в том, что они не работают, потому что нет работы с командой. Хорошо, если даже кучка людей работает, пусть это 30 человек, 50 человек, 40 человек или 20 человек, но все равно мы же должны в день хотя бы у нас должны приходить хотя бы 30-40 человек именно оплаченных. Если бы каждый 40 человек Конечно. делал одного личника в день, да, было Вот бы именно. хорошо. Да, вы же посчитайте, это же элементарно. Это же элементарно. Так не Если- делают. Не делают. Проблема в том, что никто не делает этого. Ну, Поэтому так и говорим, что надо... давайте нажимать, давайте на это нажимать. Вот эти планерки, когда ведем, давайте на это говорить. Ребята, давайте, вот мы хотим, чтобы наши инвесторы получали. Вы тоже наверняка являетесь Так инвесторами. все про это и говорят. Да где говорят? Где говорят? Мы по 1,5 часа, по 2 часа проводим планерки. Вот это основная боль. Вот это основная боль. Ребята, хотите зарабатывать? Давайте вот это делать. Давайте вот это делать. Вот на что мы должны сейчас делать упор. Пока сейчас они все сидят дома, $15 всегда найдут. Всегда найдут. Задаешь вопрос, 5 человек сможешь по 15 человек по $15 привести? Ну, надо подумать. А давай, говорю, вместе думать. Что должны мы делать? Мы должны вместе думать. Мы должны помочь этому человеку. А что мы делаем?
Ну ладно, иди думай. И все, человеку все пропал. Вы видели, какую я переписку веду? С каждым... Правильно, только видите, еще раз говорю, вопрос дубликации. То есть человек, чтобы дошел до такого уровня, как вы, как я, ему надо, не знаю, километр опыта пройти. Ну, я понимаю, но не Вот. может же. Потому Ну, что они делают просто, да, они получают, ну, условно, первое, там, да даже не сопротивление, да, хоть намек на сопротивление, все, он тут же сдается. Он тут же отпускает кандидата. Я говорю, а что ты его отпустил? так вот не надо отпускать. Вот это Как это? Нет такой культуры у людей. Нет такого навыка. Давайте Я проще скажем. постоянно всем говорю, у вас есть первая линия. Доведите до ума эту Правильно, первую надо линию. своих научить, чтобы Да. они учили своих. Так мы об этом и говорим, что нет системы контроля в глубину. То есть если первое, там, третье, пятое еще что-то делают, то 10, 20, 100, там уже неизвестно, кто что делает. Потому что 99-е, 100-ю непонятно там чему Все учат. говорят, прекрасный бизнес, все довольны, все счастливые, однако все сидят, ждут. А что ждете-то? Что ждете? С моря погоды. Ну хорошо, в общем, ротации, говорю, сейчас мы вот подняли, посмотрим день-два, насколько они увеличились. Это самое главное Сколько сейчас. пятнашек, да. То есть вопросы актуальные, соответственно, вебинары в любом случае нужны. Включение новичков в работу однозначно нужно. Фокус-группы тоже как инструмент в любом случае. Ну, нужно начинать работать. То есть нужно просто начинать работать по системе. По большому счету больше ничего не нужно. Потому что скажу из практики, да даже с 5 сильными, правильными рабочими людьми за пару месяцев можно сбить уже там 50-100 правильно обученных рабочих людей, правильно? А за полгода можно опять выстроить новую команду с новым штатом, со свежей кровью, как говорится, с новыми кандидатами. Ага, вчера собрала команду собрала, кто у меня на виртуальном наставнике. Все забыли. Я им сказала, все, с первого урока, вот вам 4 урока, завтра встречаемся и мне рассказывайте. Масса людей, ведь виртуальный наставник – это же сказка. Это сказка, которую надо изучить всем. Великолепный инструмент, который Михаил 3 года нам вдалбливал, он потом, говорю, изложил это все по полочкам. Наша задача сейчас это все изучить. Да, изучали, бросили. Мы для этого ввели в команде контроль за выполнением. Проблема в том, что, опять же, нет контроля. То есть кто-то делает, кто понимает, что это нужно. Наставник в любом случае получает уведомление, выполнил человек задание или нет. И есть еще, и надо, опять же, нет культуры, нет вот этой привычки, что если ты получил уведомление, да, если ты получил уведомление, что твой человек что-то не сделал, твоя обязанность пойти с ним созвониться. У нас нет вот этой культуры, нет вот этой привычки. Вот в среду надо на планерке сделать упор на виртуального наставника и, конечно, на блокчейн Partners Pro. Вот это надо сделать, чтобы люди приходили и просто-напросто сказать, ребята, те люди, которые получили дотацию от Михаила, будьте любезны, пожалуйста, найдите $15, покажите пример своим людям, что вы сейчас поднялись на 30 у вас теперь уже, и что у вас на автомате то-то, 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 то-то. Вы обратите на это внимание, подтолкните, покажите. Вот на это сделайте упор, пожалуйста. Хорошо, да, я тогда в среду, да, в этом ключе я тогда проговорю, что как бы... А мы постараемся, чтобы в среду как можно больше пришли сотрудники. Я сделаю такую рекламу, напишу, что будут новые веяния, новые интересные предложения будут. Постараюсь, чтобы как можно больше людей пришли на эту встречу. Вот давайте вот на это сделаем упор. И хорошо, я услышал. Нажимать на это. Хорошо, я услышал. Плюс все-таки надо вот по командной культуре тоже дело проработать, потому что, как это правильно сказать-то, люди не чувствуют
своих обязанностей, да, то есть пришли у тебя люди в первую линию, то есть сработала система авторекрута, все, люди уже там готовы без тебя, условно уже там к другим спонсорам выходят, ну, вот даже ваш пример, да, а непосредственный наставник тормозит. Да? А здесь командную культуру, наверное, надо сделать не на планерке. На планерке надо вот именно таким образом взбучку дать. Ребята, а чего мы сидим? Неужели не можем мы заработать сейчас даже на тех деньгах, которые я вам дал? Почему вы не можете по $15 оплачивать себе каждый месяц, вот именно доплачивать для того, чтобы на автомате у вас все это... Да, как второй источник дохода. Да. Покажите им вот этот пример. Вы скажите, хорошо, я понял. Есть структура, действуйте. Вот на это сделайте. А командную культуру надо, мне кажется, у вас все эти данные есть. Кто первая линия, кто вторая линия. Собрали первую линию, пендели всем понадавали. На следующий день собрали вторую линию. И тоже без нас собрали вторую линию, без нас. Сложно с обратной связью, потому что контакты есть, но ты в друзьях нет, и ты не можешь там с человеком связаться. Вот надо подумать таким образом. Или сказать каждому наставнику, завтра приведи всю свою вторую линию, кто сейчас есть на связи, все сидят дома, приведи. И вот дать взбучку второй линии и прям задать вопрос. Ты вот сейчас являешься первой линией у Старшиновой. Что ты получил от этой Старшиновой? Чему она тебя научила? Научила она тебя это что-то делать или не научила? Если научила, значит, ты, Старшинова, какой-то хрен, извини меня, наставник. Ты никакой не наставник. Ты не годишься в наставнике. Работай над собой. Иди, изучай вон виртуального наставника. Иди, изучай франшизу. Так, Мне кажется, нужно вот именно что-то такое изменить. Подождите минутку. Нам нужно вот именно такую вот сейчас стратегию разработать, чтобы дальше вторую линию собрали, теперь первой линии даете указание, собери ты теперь третью линию, твою вторую линию собери. Вот таким вот образом надо действовать. Мне кажется так. Мы только так сможем разбудить людей. Сейчас, секунду. Так, вот давайте. Олег несколько раз сказал про контроль за своими личниками, да? Но чтобы следить за людьми, сначала надо самому самоконтролем заниматься. Это очень трудно получается, я это по себе знаю. Прежде всего, надо быть очень строгим контролером к себе, по отношению к себе. Только тогда мы сможем требовать... Это вопрос навыков, вопрос к вышестоящему. Ну, тут же вопрос все равно... Но если я беру спускание навыков в первую вниз. линию, и чтобы его контролировать, я должна сама все четко выполнять эти действия, все действия. Но сейчас мы не об этом говорим. Мы сейчас говорим, у вас есть вышестоящие наставники. У вас, Дарья, есть Ольга. Есть Ольга. Вы должны обращаться к Ольге, а не сидеть там в носу, ковыряться и думать, дай-ка я это так сделаю, я это так сделаю. У вас есть Ольга. У Ольги опыт огромнейший за плечами. Почему вы к ней не обращаетесь? Почему Тамар, вы с ней? Вопрос... Мы Нет, постоянно... Тамара, секундочку. Секундочку. Я работала сама самостоятельно над собой все это время. И шла к Тут этому вопрос... медленно, но верно, думаю. Тут и вопрос сейчас я не к готова Дарье. работать и обращаться. Вопрос... К вам могу обратиться, Тамара, могу к Ольге. Я была еще не готова по таким вопросам обращаться. Просто Тут у меня сознания такого не было. Не в том проблема, Дарья. Тут проблема как раз в Ольге. В том, что она не обращается к своей первой линии. Нет, понимаете, Ольга Тамара? с нами постоянно работает. Постоянно мы с ней работает. постоянно на связи. Мы с ней постоянно на связи. Мартовлина постоянно связывается. Секундочку, а в чем она на связи? Тут же вопрос в другом. Вопрос есть несколько проблем в данной теме. Вопрос в имитации бурной деятельности. Да. Есть решение текучки, да? Ну, решение текучки не приносит денег. Но все равно я этот путь лично для себя должна была пройти. То, что я прошла, должна была пройти. Никто. И сейчас Ну не можем мы, Дарья, по 2 года проходить личный путь этот. Вопрос в другом. У меня не было предпринимательского мышления. С моим бюджетным мышлением все это воспринимать было очень Смотрите, трудно.
решение вопроса какое? В том, что Ольга должна поставить четкую задачу для своей первой линии и проконтролировать ее выполнение. Ольга у нас, Понимаете? она Не на просто, первой линии. нет, этот путь можно проходить пошагово. Да, то есть сегодня мы говорим, что вам надо выйти на связь с личниками и сказать им то-то, то-то, то-то. Да. Четкая проработка шагов действия. Все. Это и есть появление навыков, компетенций у нижестоящих. Понятно. Ну, в общем-то, спасибо за то, что мы друг друга как бы поняли. Будем действовать. Благодарю за сегодняшнюю встречу. Высказались все максимально. Хорошо, ребят, да, давайте тогда все поняли, что надо делать, да, кто даже в записи досмотрит, задачи понятны, в принципе, да, на нас люди смотрят, как мы работаем, как мы делаем, ну и, соответственно, делают точно так же, да. Хорошо, все, всех рад был видеть, давайте использовать время карантина с максимальной пользой. Пока-пока. Ага, пока-пока. Thank you.